Мы начинаем работу площадки, демонстрационно-дискуссионной площадки стратегии развития современного воспитания и педагогического наследия Александра Александровича Католика. Когда мы формировали программу католиковских чтений, нам показалось очень важным, чтобы мы смогли на одной площадке собрать классных руководителей, воспитателей, заместителей руководителей образовательных организаций по воспитательной работе, педагогов дополнительного образования, кураторов организаций среднего профессионального образования и обсудить вот те вопросы, которые касаются воспитания образовательных организаций, деятельности классных руководителей, деятельности кураторов и, конечно, сопоставить их вот с тем наследием, с тем великим наследием, которое нам оставил Александр Александрович Католик. И начинаем мы работу нашей площадки с выступления Ирины Павловны Напалковой, руководителя городского методического объединения учителей начальных классов, учителя начальных классов гимназии номер 1 города Сыктывкара, которая раскроет очень важную на сегодняшний день тему «Классный руководитель. Ключевая фигура в решении новых задач воспитания и социализации обучающихся». Пожалуйста. Можно управлять с помощью клавиатуры, либо делать знак нашему техническому специалисту. Как презентация ваша называется? Классный руководитель, ключевая фигура в развитии новых задач воспитания, социализации обучающихся. Сбрасывали всю презентацию, да? Да, сбрасывали. Нет? Папочку куда-то сбрасывали. Коллеги, сейчас технические моменты решим. Была открыта папка на столе. Вот он. Да? Загрузим презентацию в нашу систему вебинаров для того, чтобы все коллеги, кто присутствует с нами сегодня не в очном, но в заочном режиме, смогли эту презентацию также видеть. И начнем нашу работу. Сегодня, конечно, очень важно нам говорить о том, что именно классный руководитель является тем главным человеком, да, в образовательной организации, который решает задачи воспитания, социализации обучающихся, которые сегодня стоят перед нами. Итак, пожалуйста, Ирина Павловна Напалкова, вам слово. Добрый вечер, добрый день, уважаемые коллеги. Приветствую вас на наших чтениях. Итак, еще классик советской педагогики Василий Александрович Сухомлинский заметил: в наших воспитанниках дремлют задатки талантливых математиков и физиков, филологов и историков, биологов и инженеров, мастеров творческого труда. Эти таланты раскроются лишь тогда, когда каждый подросток встретит в воспитателе ту живую воду, без которой задатки засохнут. И действительно, только искренняя заинтересованность проблемами детей, способность понять и увлечь за собой, а значит обучать, развивать и воспитывать, ключ к росту учащихся. Помочь ребенку обрести свое лицо, сделать так, чтобы он ощутил свою уникальность, осознал свои возможности, сформировал веру в успех и, как следствие, мотивацию на саморазвитие – вот основные задачи современного классного руководителя. Мы все родом из детства. Вспоминая его, каждый из нас часто воспроизводит события, связанные с жизнью в школьные годы. Добрая память остается о том педагоге, с которым были связаны радостные минуты общения, который помогал и решал проблемы в выборе жизненного пути, был интересной личностью. Чаще всего это классный руководитель. И действительно, ближе всех он стоит к ребенку в педагогическом коллективе школы. Проблемы здоровья, поведения, учебы, взаимоотношений,
с одноклассниками, учителями предметники, организация досуга школьников и многое другое является сферами заботы классного руководителя. Поэтому можно сказать, что классный руководитель – одна из ключевых фигур в процессе развития и саморазвития ребенка, становления его мировоззрения. Те, кто сегодня работает в школе, прекрасно понимают, что прежде всего самые большие затраты, психологические и физические, ложатся на классного руководителя. Все мы хорошо знаем предмет, и для нас не составляет труда провести урок, но эмоциональной составляющей классной жизни надо прочувствовать. Те, кто сегодня отказывается от классного руководства, очень хорошо понимают, какой большой объем работы надо выполнить, чтобы быть хорошим классным руководителем. Вспоминаем слова народного учителя, одного из основателей педагогики и сотрудничества Александра Антоновича Захарченко. Школа – не здание, не кабинеты, не образцовая наглядная агитация. Школа – это возвышенный дух, мечта, идея, которые увлекает сразу троих – ребенка, учителя, родителя, и тут же реализуется. Если их нет, значит это не школа, а обычная бухгалтерия, где приходят и уходят по звонку, зарабатывают кто деньги, кто оценки, и считают дни до отпуска и минуты до очередного звонка. Учитель призван реализовать мечты детей. Воспитание – это не набор неких действий и операций, которыми педагога можно обучить, и он гарантированно достигнет успеха. А деятельность, которую должен выстроить сам, определяя ее цели, подбирая методы и средства. Деятельность современного классного руководителя является важнейшим звеном воспитательной системы школы, основным механизмом в реализации индивидуального подхода к воспитанникам. Классный руководитель организует и направляет воспитательный процесс. Он непосредственный воспитатель и наставник, объединяющий усилия родителей и общества, заботясь о всестороннем развитии учащихся, о трудолюбии, воспитании, о повышении качества знаний, укреплении дисциплины и порядка класса. Основной в его деятельности – воспитание учащихся, сплочение их в дружеский коллектив. И, конечно, в центре внимания стоят вопросы учебной работы, повышения уровня знаний. Деятельность классного руководителя в первую очередь направлена на работу с учащимися своего класса. Он формирует мотивацию к учению каждого отдельного ученика, изучая его возрастные индивидуальные особенности для развития и стимулирования познавательных интересов. Через разнообразные методы и формы индивидуальной работы создает благоприятные условия для развития гражданственности, мировоззренческой культуры, навыков созидательного труда, творческой индивидуальности, формирования демократической культуры в системе самоуправления. К важнейшим функциям классного руководителя относится развитие познавательных интересов и способностей учащихся, а также забота о его здоровье. Классный руководитель воспитывает учащихся личным примером и своим поведением. Среди основных качеств личности классного руководителя в первую очередь следует назвать такие, как коммуникативная идейность, общественная активность, нравственная зрелость, увлеченность профессией, гуманное отношение к детям, требовательность к самому себе и к своим ученикам. Все мы знаем, что воспитание детей – это, наверное, самое запутанное из всех видов жизненного творчества. Это творение живых характеров, и к этому стоит относиться серьезно, как самой важной из всех профессий. Классный руководитель призван быть связующим звеном между учеником, педагогом, родителями, детьми и социумом в целом. Взаимодействие с учителями и предметниками помогает использовать все многообразие системы образования детей для расширения познавательных творческих способностей. Классный руководитель способствует включению школьников в различные творческие объединения по интересам, кружки, секции. Он активно взаимодействует с руководителями дополнительного образования, старшей вожатой. Классный руководитель тесно сотрудничает с социальным педагогом, который призван был быть посредником между личностью ребенка и всеми социальными институтами в разрешении личных кризисов учащихся. С психологом, который изучает индивидуальность учащихся, процессы их адаптации и интеграции в микро- и макросоциуме, анализирует развитие классного коллектива, определяя познавательные творческие способности и возможности воспитанников. К сожалению, в наше время еще не во всех школах есть социальные педагоги и психологи, и этим занимаются классные руководители. И, к сожалению, в
В тупиковых ситуациях не каждый классный руководитель может принять правильное решение. Сотрудничая с библиотекарем, классный руководитель расширяет круг чтения учащихся, способствует формированию у них культуры чтения, отношения к нравственным идеалам, этическим нормам поведения, осознавая собственную индивидуальность через освоение классической и современной литературы. И опять же, к сожалению, не все классные руководители тесно сотрудничают с библиотекой. Многие ограничиваются лишь только тем, что сдают и получают учебники. Одним из важнейших социальных институтов воспитания является семья. Работа классного руководителя с родителями направлена на сотрудничество с семьей в интересах ребенка. Не всегда удается привлечь родителей, обучающихся к участию в воспитательном процессе, что способствовало бы созданию благоприятного климата в семье, психологического и эмоционального комфорта ребенка в школе и дома. Особое место в деятельности классного руководителя занимает классный час. Форма организации процесса непосредственно общения педагога и воспитанников, в ходе которого могут подниматься и решаться важные моральные, нравственные, этические проблемы. Таким образом, для успешного решения вопросов обучения, воспитания и развития личности ребенка необходимо активное воздействие всех участников образовательного процесса. У всех классных руководителей накоплен целый комплекс своих подходов, с помощью которых они помогают учащимся утвердиться в коллективе, поверить в себя, избежать конфликтов в семье и в школе. Работа эта необъятна, а вопросы, которые ставит жизнь, бывают и простые, и сложные, а порой тупиковые, на которые нельзя ответить однозначно. Как сделать так, чтобы каждому в классе было тепло и уютно, чтобы ему помогали и поддерживали, радовались успеху, приветствовали инициативу и правдивость, лечили душу, согревали сердце? От чего это зависит? Безусловно, от многих составляющих. От самого классного руководителя, от его личностных характеристик, определяющих стиль отношений с воспитанниками, систему педагогических приемов и способов взаимодействия с учащимися, влияющих на характер общения классного руководителя с учениками, от уровня его педагогической культуры. Школьный учитель вводит детей в науку, а классный руководитель вводит детей в жизнь. Благодарим вас, Ирина Павловна, за ваше такое яркое выступление. Конечно, мы видим, что деятельность классного руководителя, она очень многогранна. Да? И вот по этому поводу Александр Александрович Католиков писал, что деятельность не следует рассматривать как некое искусственное привнесение в нашу жизнь. Нет, это сама жизнь, ее смысл и стратегия. Он подчеркивал, мне нравится слово «жизнедеятельность», которое сливает воедино сущность воспитания и жизни детей. Но каким бы мастером не был классный руководитель, все равно, как говорится, да, один в поле не воин, и мы должны с вами объединяться для того, чтобы обмениваться практиками, для того, чтобы друг у друга учиться, чтобы понимать, какие методики и методы будут более эффективными, какие, может быть, дадут не тот результат, на который мы рассчитывали. И вот здесь, конечно, очень важную роль играют республиканские методические объединения. Не только классных руководителей, но и заместителей руководителей по воспитательной работе. И сегодня с нами работает Вера Борисовна Тейлер, руководитель республиканского методического объединения заместителей директоров по воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе гимназии номер 1 города Сыктывкар. Пожалуйста, Вера Борисовна. Вера Борисовна расскажет о том, как работает республиканское методическое объединение заместителей директоров по воспитательной работе в качестве проводника стратегий современного воспитания. Добрый день, уважаемые коллеги. Мне, наверное, удобнее будет как-то вот так подглядывать свою презентацию. Тема моего доклада – это республиканское методическое объединение как проводник стратегии современного воспитания. Хочу сказать о том, что, следующий слайд, пожалуйста, что наше республиканское методическое объединение функционирует ровно год. И, конечно, это все так происходит в новых условиях, в новых реалиях, когда создаются новые нормативные документы, мы только начинаем осваивать новое, приходит еще новее, и поэтому
быть постоянно в курсе новых изменений. Это одна, наверное, из важных таких вот задач современного педагога и заместителя директора по воспитательной работе в том числе. Большую помощь оказывает, конечно, Коми Республиканский институт развития образования, потому что здесь есть замечательные порталы для педагогических работников, об этом скажу немножко позже. Цель деятельности Республиканского методического объединения – это, конечно же, активизация деятельности педагогов по обеспечению развития содержания и методики. В течение года неоднократно были семинары. Огромное спасибо за то, что есть такая возможность онлайн-семинары в современных условиях организовывать. И были подняты разные проблемы. Пожалуйста, следующий слайд. Какие же задачи решались? Прежде всего обсуждались приоритетные направления развития образования в Российской Федерации, Республике Коми. Была проведена экспертная оценка лучших педагогических практик, и эти лучшие педагогические практики размещены на портале, где имеется вкладочка «Галерея лучших практик». Здесь классные руководители, заместители директоров, также другие педагогические работники могут найти такие материалы, как «Вместе против коррупции», актуальные материалы для проведения как родительских собраний, так и классных часов. Также можно найти здесь классные часы по профилактике терроризма и экстремизма в детской среде. Благодаря тому, что проходит такая экспертная оценка лучших практик, мы понимаем, какие проблемы волнуют общество и как педагогические работники могут способствовать решению данных проблем. Также в течение года оказывалась методическая помощь по повышению эффективности и результативности урочной и внеурочной деятельности, активизации работы методических объединений муниципального и школьного уровней. И, конечно же, рост профессионального мастерства заместителей директоров по воспитательной работе, потому что новая программа, рабочая программа воспитания, она дала нам возможность переработать то, что у нас было накоплено, и по-новому взглянуть совершенно по-другому, посмотреть на уже имеющийся опыт и добавить туда новые формы работы. К следующему слайду. Какие вопросы рассматривались в течение 2020 года? Разрабатывались методические рекомендации по программе воспитания, по планированию внутришкольного контроля, по воспитательной работе. И здесь опять-таки хочется отметить портал для классных руководителей, где особенно актуальны такие материалы, как оценка эффективности. Рубрика так называется «Оценка эффективности», оценка деятельности классного руководителя. Здесь можно найти материалы по составлению аналитической справки. Также огромное внимание в этом году лично нашего педагогического состава в гимназии номер 1 заслужила анкета для самоанализа организации в школе совместной деятельности. Мы ее переработали в Google форму, распространили среди своих и учителей, и учеников, и родителей. И мы получили объективную оценку, которая помогла нам как раз вот выявить слабые и сильные стороны работы, воспитательной работы в нашей организации. Также очень важно это изучение уровня воспитанности учащихся. И педагог-психолог нашей школы рассказывал о том, как организована наша деятельность. Мы, конечно, пользуемся материалами, как раз-таки предоставленными Коми Республиканским институтом развития образования. Очень хорошая методика по изучению уровня воспитанности для учащихся разных возрастов. И хорошие рекомендации, которые как раз можно использовать. Я просто называю сейчас такие проблемные моменты, потому что, мне кажется, если эти проблемы есть и у нас, то наверняка они есть и у других. И как вот можно решить эти проблемы? Поэтому делаю акценты на уровне изучения воспитанности, вернее, на изучении уровня воспитанности учащихся. Очень хороши здесь рекомендации специалистов о том, когда проводить лучше. Ну, понятно, что на уровне начального общего образования
Это делает классный руководитель совместно с родителями и психологом. Чем старше становятся дети, тем большую включенность мы наблюдаем. И целесообразно проводить такое изучение как раз вот в 6, 8, в 9 и 11 классе. Тогда и вопросы для детей не приедаются, они не становятся для них как бы, ну, я на них отвечала, и, наверное, я отвечу также. Вопросы забываются, и с возрастом ребенок по-другому смотрит на те или иные ситуации, и мы видим личностный рост каждого учащегося. Большое внимание было уделено работе с родителями, были организованы различные родительские собрания, и в онлайн-формате в том числе. Поднимались важные вопросы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся. Одним из последних как раз вот семинаров, он буквально на днях прошел, я для себя очень хорошую информацию почерпнула. Это как раз вот навигатор профилактики. Это действительно может стать, ну, не должно это просто остаться в каких-то бумагах. Это возможен стенд в учительской, где очень красочно и ярко как раз вот будет помощником для классного руководителя, который первый выявляет проблемы, которые возникают у ребенка. И вот этот навигатор действительно реальная помощь классному руководителю и вообще педагогическому коллективу, потому что памятка, которая обозначается определенным цветом, она поможет сориентироваться и выйти из тупиковой, казалось бы, ситуации. Особенно это вот актуально в нынешнее время. Работа с классными руководителями проводится в системе, и классные руководители имеют такую возможность постоянно повышать свой профессиональный уровень через онлайн-школы классного руководителя. Опять-таки большое спасибо институту за предоставленную возможность. Если, например, классный руководитель не мог повысить свою квалификацию в этой области в сентябре, он имел такую возможность сделать это в декабре. Я сейчас, конечно, немножко утрирую, но тем не менее эта цикличность, она предполагает постоянное повышение квалификации. Следующий слайд. Вот ресурсы, которые я называла, возьмите себе на заметку. Действительно, вы можете прямо разместить эти ссылки также у себя в компьютерах, в электронных учительских, где учителя, классные руководители могут подчеркнуть для себя очень много полезной информации. Дальше. Вот тот портал для классных руководителей, о котором я говорила. Смотрите, здесь есть и конкурсы для учащихся, и конкурсы для учителей, и есть календарь образовательных событий. Календаре образовательных событий говорится на каждом совещании, заседании, на каждом семинаре. И этот календарь, он обновляется. Вот, например, сейчас актуальны будут материалы, самые ближайшие к всероссийскому уроку в рамках Всероссийского фестиваля «Вместе ярче». Это будет яркое событие, которое можно организовать в школе, привлекая туда как можно большее количество и учащихся, и родителей, и педагогов. Так, и вот этот календарь, посмотрите, все по месяцам. В сентябре определенные праздники, в октябре и так далее, на весь год. Очень хорошо использовать этот календарь при подготовке мероприятий для детских оздоровительных лагерей. И вообще здесь можно помещать и свои разработки. И последний у меня слайд. Я хотела бы закончить свое выступление пословицей: «Самое прекрасное – это учение и воспитание». Поэтому, коллеги, мы занимаемся с вами самым прекрасным делом. Я желаю вам всем успехов и удачи в области воспитания. Спасибо. Спасибо большое, Вера Борисовна, за тот обзор инструментов, которые мы сегодня можем рекомендовать для работы и классным руководителям, и заместителям руководителя образовательных организаций по воспитательной работе. Да? То есть это вот те инструменты, которые действительно вам в помощь, которые помогут вам организовать вот ту самую жизнедеятельность и педагогического коллектива в школе, и, конечно, ваших обучающихся.
Александр Александрович Католиков говорил: разве не с любви к дому, улице, на которой живешь, городу своему начинается чувство Родины? Кто, кроме нас, наш город красивым делает? Он подчеркивал, что деятельность детей многогранна, имеет и нравственную, трудовую, эстетическую и оздоравливающую направленность. Но вместе с тем особое значение Александр Александрович придавал деятельности социальной. Он писал: мы видим смысл этой деятельности в реализации идеи воспитания гражданина, социально зрелого, осознающего свое общественное назначение, приспособленного к жизни и занимающего в ней активную позицию. Как помочь ребятам найти себя в обществе? Да? Как помочь им занять свою активную жизненную позицию? Эти вопросы стоят перед нами, ну, наверное, уже не первый день. И мы очень рады, что сегодня в республике есть уже практические ответы на данные вопросы. Сегодня мы, конечно, говорим о том, что у нас в республике создана и функционирует ассоциация образовательных организаций, которым присвоены имена героев Великой Отечественной войны, труда, Афганистана, других локальных вооруженных конфликтов, известных деятелей науки и культуры. И очень рада, что сегодня с нами на нашей площадке работает Галина Николаевна Кравченко, председатель этой ассоциации. Галина Николаевна, пожалуйста, вам слово. Презентацию у вас нет, да? Нет, Пожалуйста. к сожалению. Уважаемые друзья, вот, к сожалению, у меня нет презентации, но учитывая то, что у нас демонстрационно-дискуссионная площадка, и, в принципе, все католиковские чтения, они и предыдущий образовательный форум именно был как бы направлены на то, что мы должны своими силами, своим умом дойти до тех новых подходов в воспитании детей. Ну, нам никто их сверху не опустит. Что-то нам дают, но не всегда это срабатывает так, как мы хотели бы. Да? Поэтому я хотела бы чуть-чуть вот содержание своего выступления расширить. Почему и в каком ключе. Я еще, кроме того, что как бы инициативу проявила по созданию ассоциации, и я расскажу в нескольких словах, что на каком этапе мы сейчас находимся как ассоциация, я еще возглавила общественный совет при Министерстве образования Республики Коми. И работаю я совсем немного, 14 человек у нас, еще годами нет моей работы. И в составе общественного совета 14 человек. Вот первый месседж, который я хотела бы направить в нашу аудиторию, и это не только моя точка зрения, она задокументирована у нас общественным советом, что первое. Во-первых, мы общественным советом оцениваем положительно деятельность Министерства образования Республики Коми и образовательной организации. Положительно. Почему я об этом говорю? Потому что мы часто встречаем вот в обществе, а я представитель общественности, что у нас все умеют лечить и учить, и умеют критиковать. А задача сегодня, вот, понимаете, личность учителя, личность врача, от которых наша жизнь зависит, поднять на более высокую ступень в обществе. Это задача общая. И вот подтверждением того, что именно учительское сообщество Республики Коми хорошо работает, подтверждением этого является вот этот поступок воркутинского школьника Никанора Толстых. Да? Он на весь мир доказал, не только нашей республике, не только России, а на весь мир. За встречей президента с детьми, конечно, свидетельствует о том, что есть Республика Коми, это не медвежий угол, и что город Воркута это не только город прошлого ГУЛАГа, а это город трудовой славы, и что здесь живут и работают люди, учителя, дети, которые умеют учить, умеют учиться и умеют свои знания применять на практике. Это первый месседж, который бы мне хотелось вот в эту аудиторию направить. Второй месседж, опять же, он задокументирован нас в общественном совете, то, что воспитание – это не только деятельность учителя и образовательной организации. Это задача всех. Как бы мы в школе, в институте, в училище хорошо не выстраивали воспитательную работу среди детей и студентов, но они выходят на улицу, они встречаются с житейскими трудностями, и вот эти житейские трудности, я не буду их перечислять, называть, потому что аудитория
в которой я выступаю, вы прекрасно все эти вещи понимаете, что вся ваша работа, она идет просто на смарку, когда ребенок приходит домой, а дома безработная мама, а дома не хватает детей, а дома там недостаточное количество еда и так далее, это вся работа учителя идет на смарку. Поэтому воспитание – это задача всех – государства, образования и общества. Вот на общественном совете в рамках образовательного форума мы рассматривали вопрос о реализации государственной стратегии по воспитанию. Информацию делала министр Наталья Владимировна Акимова. Она нам рассказала, что в масштабе республики делается в плане воспитания в образовательных организациях. Но это действительно очень много, и много вкладывается сюда денег, но мы не получаем того результата, который бы мы хотели. И когда образовательный форум стали как бы подводить его итоги, у нас получается, что мы видим результат работы учительского сообщества, да, образования. Мы видим результат работы государства, но мы не видим результата работы общества. И мы пошли, общественный совет выдвинул такую идею. А давайте-ка мы сейчас пообщаемся с руководителями республиканских общественных организаций официально и предложим им, вот что вы на сегодняшний день предлагаете со стороны ваших общественных организаций образовательным организациям в плане воспитания. Но возникают без конца конфликтные такие ситуации, наезды на министра о том, что нас в школы не пускают. Вот мы ветераны боевых действий, а нас в школы не выпускают. Не пускают там, под разным предлогом. А я и в этом году на протяжении 30 лет, вот школа в Ухтыле носит имя моего сына, погибшего в Афганистане, я присутствовала на целом ряде, на протяжении целого ряда лет вот этих уроков мужества, которые приходят вот со стороны ветеранов боевых действий и как бы проводят эти уроки. Но вы знаете, на некоторых уроках, я думала, мое честное такое убеждение, что лучше их не проводить, чем так проводить. И я считаю, убеждена в том, это позиция общественного совета, что в образовательной организации главный учитель, ученик и родитель. И там, если приходит что-то извне, то это должна быть согласованная позиция. Должна быть действительно каким-то образом профессионалом оценена та беседа, с которой ты сегодня идешь в школу и работаешь с детьми. Ну, вот как пример. Значит, песня «Строили песни». Песня «Строили песни», значит, под песню на английском языке вообще непонятно. Китай марширует под «Катюшу», а в наших школах под английскую песню. И таких перекосов, более чем. И мы когда предложили общественным организациям, что сформулируйте на имя министра образования свои предложения, какие вы акции хотите проводить, вот на этот учебный год, да, с тем, чтобы можно было понимать, что вы хотите, на каких условиях, мы заключаем с вами соглашение о социальном партнерстве, и, пожалуйста, Министерство образования сформулирует методические письма, направит их в управление образования, и давайте работать вместе, потому что общественная работа – это работа, она должна иметь конкретное направление, конкретный результат. И когда мы придем на следующий год или, может быть, через год к образовательному форуму, то мы уже можем подсчитать, а что здесь, вот какова роль конкретно ветеранов, Совета ветеранов войны, Совета ветеранов Афганистана, Союза женщин и так далее, и так потом. Ну, в общем, эта работа, она сейчас запущена, но я не могу сказать, что, знаете, вот инициатива зафонтанировала. Инициатива зафонтанировала, а мы будем проводить просветительскую деятельность. А темы нет. А в общем и целом, кому сегодня с учителей, классных руководителей, заместителей по воспитательной работе, кому хочется в общем и целом? Нам надо конкретно здесь и сейчас. То есть вот это месседжи, которые я направляю в нашу с вами аудиторию. Благодарю вас за такое внимательное слушание моей такой пламенной речи. Что касается Александра Александровича Католикова, то мне по жизни пришлось с ним конкретно сотрудничать и вот в детском фонде. Я возглавляла комитет по социальной политике в Государственном совете и неоднократно с ним общалась по всем вопросам деятельности его педагогической, с пилотами и так далее. И вот хотелось бы, знаете, вот в этой аудитории, вспоминая Александра Александровича вот словами рождественства, вот сейчас такая осень замечательная, день его рождения, а Рождественский перед своим уходом вот на небо он писал так: тихо блестят паутинные нити, солнце блестит на оконном стекле,
Что-то я сделал не так, извините, живу я впервые на этой земле. Только сейчас я ее ощущаю, к ней припадаю, и ею клянусь, и по-другому прожить обещаю, если вернусь. Но ведь я не вернусь. И последняя моя встреча с ним была в 95-м году, тоже была осень. Он выходил с здания главы республики, это вот были годы нашего безденежья, где с нами там на работе рассчитывались всевозможными продуктами и так далее. И он приехал с детьми из Кирова, и он встретил, ну, вы все уже по портретам, кто по портретам, кто лично знаете, что это, ну, человек-скала. Я со своим ростом чуть-чуть повыше сидячей собаки, его эта рука. И мы с ним встретились на ступеньках этого крыльца. Он говорит: ты знаешь, я вот приехала с Кирова, я с детьми ездил, туда собирали там овощи, ягоды. Что-то мы там сварили, приготовили, ну, мы бы сегодня это слушали. Ну, как я могу детей? Мне нечем кормить. Вы знаете, мне было так стыдно вот перед ним. Я вроде как представляла Государственный совет, была в органе власти, но вот мое тоже бессилие, и вот этого человека, и он меня держал за руки, вот рука такая была влажная, и вот я понимала, и до сих пор, людей много уже по жизни прошло, и многие забылись, вот даже вспомнить нечего. И этот случай, вот он по жизни меня сопровождает. Как нас вот ситуация в нашем государстве, в нашей жизни может ломать. Вот я почувствовала, что человек, он был, конечно, в то время уже сломлен. Его состояние здоровья, его вот эти трудности, с которыми он сталкивался как педагог, и когда дети, их большое количество и такие, с такими проблемами, ну, это было трудно, конечно, выжить в этой ситуации. И как-то мы умалчиваем об этом случае, ну, может быть, и правильно делаем, но у нас очень узкий круг лиц. И я просто хочу вспомнить, что не случайно Александр Александрович отказался от той награды, которую ему планировали вручить за заслуги перед Отечеством. Потому что вот этот разрыв между действительностью и вот этой наградой, он просто считал, что ну зачем, за что, почему эта награда и зачем она мне нужна, если вы не можете, государство, обеспечить мою деятельность как преподавателя, чтобы я был состоятельный перед детьми. Еще это один такой случай, знаю, это по Чеченской войне, где Лев Роклин тоже ведь отказался от этой награды и сказал, что я генерал, от награды, вернее, не хочу получать награду за войну в своей стране. Вот эти, как сказать, моменты я привела для чего? Я привела для того, чтобы вот здесь и себя убедить, и вас убедить в том, что вот учительство – это та категория наших граждан, которая, понимаете, не должна подвергаться, чтобы работать и жить по двойным стандартам. А на сегодняшний день, вот в течение 30 лет, когда на законодательном уровне воспитательный процесс был изъят из законодательства, и все общество нашей страны проглотило, хотя педагоги, мы же прекрасно, я по специальности педагог, мы прекрасно понимаем, что образование без воспитания, ну это нонсенс, как это вообще возможно. Но заставили же по двойным стандартам, заставили буквально в смысле этого слова работать наше учительство. И вот в этой связи я бы хотела привести слова политолога Кедми, это как бы представитель Еврейской республики, но очень умный человек, и я его как бы слушаю. И он так сказал, что нельзя вот так искаженно, массированно в общество насаждать вот это негативное отношение, негативную оценку к советскому периоду истории. И вот Александр Александрович Катольников, его вот педагогическое наследие, это вот как раз яркий пример того, что наша история, она была в нашем государстве. И мы ее должны знать не по тем заявлениям, не по тем интернетным статьям, а должны знать по историческим фактам. И если этот исторический факт был в нашей стране, он заслуживает памяти, заслуживает уважения, заслуживает изучения, заслуживает конкретной оценки. И вот на этом, как сказать, вот на этой мысли, как возникла идея создания ассоциации образовательных организаций, которые носят имена, как уже было сказано, имена героев Великой Отечественной войны, труда, ветеранов Афганистана, других боевых действий, науки, культуры и так далее и так потом.
Ну, во-первых, имя моего сына носит Бухтинская средняя школа. Это единственная школа в республике, которая носит имя воина-интернационалиста. На протяжении уже более 30 лет, но вы знаете, по жизни, как человек, я много чего как бы в своей жизни услышала по этому поводу. По этому поводу, ну, например, что Аген уже вообще никто уже не знает, у нас же ученики меняются, кто его, о чем здесь говорит. То есть имя получается, что как формальная вывеска на школе. И когда я еще работала, да, еще был такой момент, вот, который, ну, меня, как бы, знаете, просто в угол загонял, что, ну, так получилось по жизни, что где-то я там была во власти, что, раз она там сидит на втором этаже, значит, это вроде как ей какое-то снисхождение. Я никого не об этом не просила, ни о каком снисхождении, моему погибшему сыну абсолютно это не надо, и мне тем более не надо. Я как человек, и вы, наверное, меня поддержите в плане того, что мы понимаем, с уходом человека, ему ничего не надо, кроме молитвы. Но, тем не менее, вот такое восприятие в обществе, такая оценка в обществе, она как бы имеет место быть. И я, когда работала, некогда было думать, знаете, об этих вот моментах, а когда уже вышла на заслуженный отдых, я задумалась, я думаю, я ухожу, ну, когда-то наступит такой момент, и что остается с именем моего сына? Завтра все будет выброшено на помойку, и как бы, и все, а зачем это все начиналось? И начала задумываться над этим вопросом. И вышла с инициативой через гражданский форум, через всевозможные беседы с ветеранами боевых действий в том числе, увидела, что у нас в республике вообще имеют большое количество образовательных организаций, которые носят различные имена. И на сегодняшний день я вам хочу сказать, что их 38, это я насчитала 38, а фактически от официального списка еще, вот, знаете, затвержденного печатью и там конкретно министром, его еще этого списка нет. И я предложила, пришла к Наталье Владимировне на прием личный, объяснила ей ситуацию, что ну ведь должна же у нас воспитательная работа тех образовательных организаций, которые носят различные имена различных периодов истории нашего времени, отличаться от обычного образовательной организации. Если должна отличаться, то чем она должна отличаться? И как бы Наталья Владимировна предложила, а давайте мы создадим ассоциацию образовательных организаций, как особого вида образовательную организацию, которая как бы, ну, стоит вот где-то в особом таком виду, где надо разобраться, а что же нам, вот, какие инновации, какие формы должны быть воспитательной деятельности в этих образовательных учреждениях, которые отличны от других. И, может быть, эти формы мы можем транслировать и на остальную воспитательную работу в школах. И я вам должна сказать, что ассоциация – это не обычная, вот в том классическом понимании, общественная организация. Ну, например, как тот же Союз женщин или Совет ветеранов, которые входят индивидуально, по интересам люди. Это ассоциация образовательных организаций. И почему я хмыкнула, что когда вот перед выбором мне сразу стали политики обращаться, а вы нам подпишите, вот где тут вот наши избирательные программы и так далее. А я им говорю, а как это я могу подписаться 38 коллективов, педагогических коллективов, нет, ни в коем случае. И еще, значит, вот когда только прозвучало это создание ассоциации, ой, какой это хороший проект. Вы знаете, вот мне тоже покоробило, какой хороший проект, на котором можно попиариться, где-то пристроиться. И мы думаем, что это сейчас по мановению волшебной палочки что-то у нас здесь начнет меняться. Нет, ничего у нас не начнет меняться. И вот чтобы как сказать, вот эту мысль закрепить в вашем восприятии моей речи, значит, ну, во-первых, государство присвоило имя. Следовательно, государство оказало особое доверие педагогическому и ученическому коллективу, присвоив имя героя. Это во-первых. Во-вторых, если присвоено имя, значит, ответственность уже этого коллектива, конечно, как сказать, она возрастает, потому что оказано со стороны государства особое доверие этому коллективу. И, значит, вот еще хочу процитировать слова двух наших министров ключевых, на которые вот учительское сообщество, ну, как бы, мне кажется, что обязано ориентироваться. Ну, естественно, что наше любимое родное Министерство просвещения.
Так вот, Кравцов, когда был в Австрии, а в Австрии при дипломатическом корпусе есть школа, которая носит имя Дмитрия Михайловича Карбышева. И вот он на встрече с преподавателем этой школы сказал: знание истории – это неотъемлемый элемент нашего культурного кода, значимая часть образовательного процесса. А Шойгу, как его, Сергей Кожубекович, да, когда вот в тот период он тоже баллотировался, значит, он сказал: мы не можем допустить, чтобы мы, наши дети, забыли свою историю, забыли о заслугах родителей, отцов и дедов. И вот ассоциация образовательных организаций, она как раз и нацелена на то, чтобы изучение истории в этих образовательных организациях шло под призмой того периода, к которому относится имя, которое присвоено образовательной организации. В рамках образовательного форума мы провели круглый стол. На этом круглом столе выступили представители 12-й школы, 22-й школы, школы имени Александра Ивановича Алексеева, города Ухта, Буктыл выступил колледж культуры Чисталева, выступила гимназия искусств при главе республики, медицинский колледж. И вот смотрите, у нас гимназия искусств носит имя Юрия Алексеевича Спиридонова, а медицинский колледж носит имя Ивана Павловича Морозова. Это две яркие фигуры, которые руководили нашей республикой в разные социально-экономические периоды нашей республики. И вот такие, значит, это вот одно. Теперь, допустим, берем школу имени Александра Алексеева. Это Чеченская война. Он представитель Комитета государственной безопасности. Что наши дети знают о государственной безопасности, о тех людях, которые работали в системе государственной безопасности? Вот эта вся наша, как сказать, публика, желтая пресса, это что? Это только комиссары, которые пачками расстреливали наших людей, и вот это втемяшивается в головы наших детей. Но мы же с вами, педагогическое, учительское сообщество, мы не можем это позволить, мы не можем с вами жить двойными стандартами. Если брать чеченскую войну в Чечне, это более 100 тысяч погибших. Вот что олицетворяет имя Алексеева? Более 100 тысяч погибших. Да? Это заявление генерала Ротлина. Это 6-я рота, где 84 человека погибло, и до настоящего времени причины гибели этих людей не расследовали, и ни политическая, ни правовая оценка этим действиям не дана. И в республике у нас в Удале есть парень, который погиб, извините, я сейчас не вспомню быстро имя, который именно был в 6-й роте и погиб. Вот что сегодня олицетворяет одно имя. Два имени, я вам сказала, которые связаны непосредственно с республикой. Если брать, допустим, афганские события, это 80, больше 80 героев России присвоено именно ветеранам Афганистана. Большей частью это люди, которые погибли, сложили головы в этой войне. Знают ли наши дети об этом? Я думаю, что не в той степени, в которой нужно. Значит, есть у нас школа село Шошка, это Княжпогорского района, которая носит имя Синюкова. Это наш ученый, это лауреат 2 сталинских премий, это самородок, который внес просто неимоверный вклад в развитие газовой промышленности, нефтяной промышленности. Он работал не только на территории республики, и в республике есть и улица имени Синюкова, и в техническом университете там вот есть место, где посвящено памяти Синюкова. Я это к чему? Я к тому, что... Да, и вот я сказала, что у нас прошел круглый стол, и вот эти 7 докладов, они в основном сводились по тематике, вот рассказать о том, как имя коллектив, педагогический, ученический коллектив этого образовательной организации чтит имя, которое носит школа. Это замечательно, это должно быть, это традиция. Вот, допустим, 12-я школа имени Олега Кошевого, это имя олицетворяет вот то, что сегодня попрано в нашей стране. Это ведь молодежь в годы Великой Отечественной войны. Мы знаем, что сделано с подвигом Зои Космодемьянской. Мы знаем, что и подвиг молодогвардейцев тоже, как бы, знаете, черные пятна на них поставлены. Причем это массировано в средствах массовой информации. Это имеет место быть. Так вот,
сейчас вот ассоциация, мы ставим вопрос таким образом. Конечно, это будем делать через министерство, потому что общественная организация не может диктовать, но общественная организация имеет возможность проявить инициативу, а уже там как поддержит министерство. И мы предлагаем, вот Наталья Владимировна выходит в понедельник на работу, я уже информационно-аналитическую записку ей написала, ее адрес, предлагаю этот вопрос рассмотреть на коллегии Министерства образования. На сегодняшний день нужны какие-то определенные, вот такие, сейчас я закончу, рамки, что на сегодняшний день должна представлять образовательная организация, носящая имя. Я думаю, что это, но в основном, если даже мы говорим, что республика сейчас зациклена на то, что мы привлечение туристов на нашу территорию. Так вот, эти образовательные организации, они могут быть в том числе. Вот сейчас приезжали с Донецка в 12-ю школу, и они с удивлением узнали, где Республика Коми, где Донецк, а у нас есть такая школа, причем большая часть элиты прошла обучение именно в этой школе. Вот сейчас ассоциация озадачена этим. И, значит, я могу в этой аудитории сказать, что я с большим, знаете, расстройством узнала о том, что вот был период, где менялись уставы наших образовательных организаций. И имена из уставов, например, имя Юрия Алексеевича Гагарина, они по каким-то таким непонятным причинам, они исчезли из уставов школы. Они на сегодняшний день сайты этих образовательных организаций, там ничего не сказано. То есть наша задача сейчас, и министерство об этом знает, что надо вообще установить историческую справедливость. Потому что если я не думаю, что коллектив, педагогический коллектив этой школы возражал, проведено педсовет о том, что мы не хотим носить имя Юрия Алексеевича Гагарина, и вот переименовываем школу, значит, школу углубленного изучения некоторых предметов. То есть в этом вопросе должно министерство официально разобраться, министерство об этом знает. И наша задача ассоциации сейчас создать полноценный реестр таких школ. Вот даже в рамках форума мы нашли еще две образовательных организации. Это школа имени Стефана Майгова, вот тоже я не знала о том, что такая существует, и центр коллаборации имени Валентины Александровны Витязевой. Вот что сегодня представляет наша ассоциация, почему она создана, на каком этапе развития она сегодня находится. Но еще одно предложение я хотела бы тоже в этой аудитории протранслировать. Сегодня и священнослужитель говорил о том, что один поле воин или не один поле воин, но это как-то фраза, что казнить нельзя помиловать, где надо поставить запятую. Вот в этих наших действиях повышение авторитета учителя в нашей республике конкретно, и вот внедрение в вашу деятельность или в нашу деятельность, воспитать вот новых каких-то таких новаций. Но новое это хорошо забытое старое, понимаете? И сейчас задача-то перед нами всеми стоит, чтобы как массово вовлечь воспитательную деятельность наших детей. Так вот, я произнесла вслух, и общественный совет поддержал, что нам нужно в Республике Коми разрабатывать и принимать свой закон о педагогическом работнике. Республики Коми. Откуда Коми растут? Когда мы стали рассматривать вопрос об эффективности деятельности школьных библиотек, мы поняли, что школьные библиотеки, то есть библиотекари, музейные работники, они не носят, у них нет статуса педагога. А мы ведь ставим задачу сегодня не только мы, а на уровне России, что и библиотеки, и музеи, они должны стать полноценными структурными подразделениями образовательных организаций. А если человек имеет высшее библиотечное образование, а он получает зарплату, там, я не знаю, самую маленькую, ну то есть эти вопросы надо решать. Во-первых, надо решать вопросы вот, статусности учителя, и если только вы вот поддержите сегодня, а я в этом уверена, что его надо принимать. И знаете почему? Потому что даже, и в принципе даже взялась бы за это дело, разработала этот проект. У нас и Ульяновская область уже имеет, в Беларуси есть такой закон, в Таджикистане есть такой свой закон. То есть по образу подобному можем пойти. Но обсуждение закона вот на таких же демонстрационных дискуссионных площадках, он как бы привлечет внимание к учительскому сообществу, а нам сегодня это нужно делать в обязательном порядке. И я хочу, чтобы мы в резолюции все-таки записали и слушания по проблеме трудового воспитания в Государственном Совете. Мы не можем с вами никуда выходить, Общественный совет тем более. А вот Государственный совет с законодательной инициативой имеет право
Спасибо большое за внимание. Галина Николаевна, от лица всего педагогического сообщества мы благодарим вас, что вы приняли решение влиться в наши ряды и организовать такую бурную деятельность, да, по проблеме, именно, да, связанной с воспитанием наших детей. И далее мне бы хотелось предоставить слово одному из членов ассоциации. Это у нас медицинский колледж Сыктывкарский имени Ивана Павловича Морозова. Ольга Владимировна Малышева, пожалуйста, вам слово. Коллеги, я зафиксировала все предложения, которые Галина Николаевна нам высказала. Если у вас будут еще какие-то предложения в резолюцию католиковских чтений, мы их выслушаем, обсудим в конце работы нашей площадки, либо после каждого выступления вы свои предложения можете озвучить. Так, мы продолжаем. Или возражение. Да, возможно, возражение. Сейчас загрузится, да, презентация. Ну, как раз Сыктывкарский медицинский колледж, да, носит имя, Да, Ивана Павловича Морозова, о котором Галина Николаевна упоминала. И это имя действительно обязывает. Имя обязывает, да. Добрый день, уважаемые участники круглого стола, да, такого прекрасного, замечательного мероприятия, как католические чтения. Я заместитель директора по воспитательной работе Ольга Владимировна Малышева. Представляю свою презентацию, свое выступление на тему «Имя обязывает». Сыктывкарский медицинский колледж имени Ивана Павловича Морозова – одно из старейших учебных заведений, образовательных организаций, который в 2020 году отметил свою 90-летний юбилей. В 1994 году медицинское училище тогда получило новое здание на Гаражной, где мы сейчас находимся. Как раз вот было построено это здание специально для медицинского училища, и инициатором, активным инициатором, да, был как раз Иван Павлович Морозов, тогда, да, первый секретарь обкома партии и бывший выпускник фельдшерско-акушерской школы. В 2003 году Сыктывкарскому медицинскому училищу было присвоено имя видного общественного политического деятеля, удостоенного за заслуги по развитию экономики и культуры Коми СССР 3 орденов Ленина, ордена Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, Знака почета и других наград Ивана Павловича Морозова, внесшего огромный вклад в развитие экономики нашей республики. Сохранение памяти об Иване Павловиче Морозове – одна из важных составляющих воспитательной работы со студентами, и эта работа ведется по нескольким направлениям. Значит, информационно-просветительная работа со студентами первого курса, а также с гостями – это одно из направлений работы. В фойе колледжа посетителей и студентов встречает информационно-тематическая стена. Его имя носит колледж. Материалы стендов основаны на архивных документах, на воспоминаниях самого Ивана Павловича Морозова и его соратников. На тематической стене представлены факты биографии Ивана Павловича, его партийная деятельность, результаты работы на посту первого секретаря обкома партии. Показано, каким человеком был и запомнился в быту, в кругу друзей и близких людей. Каждый студент начинает свой первый информационный тематический час, конечно, со знакомства с именем Ивана Павловича Морозова. Человека, который внес, входил в политическую элиту Советского Союза и знакомство с его жизненной деятельностью. Далее посещение дома-музея Ивана Павловича Морозова. Студентов-первокурсников это мероприятие уже стало традиционным. Значит, в музее, который представляет собой воссозданную копию дома, в котором вырос Иван Павлович, ребята знакомятся с крестьянским бытом, фактами из детства, юности Ивана Павловича, изучают исторические документы, фотографии, показывающие многогранную деятельность и очень важную, конечно же, деятельность. Посещение дома-музея с этого года, конечно же, заканчивается посещением памятника, нового памятника, который расположен в Кировском парке. С целью популяризации знаний об Иване Павловиче Морозове ведется исследовательская деятельность студентов. Так, например, 20 сентября 2019 года
В рамках юбилейных мероприятий, приуроченных 95-летию, да, Ивана Павловича Морозова, на базе нашего колледжа была проведена республиканская студенческая конференция, на которой были представлены сообщения, доклады, охватывающие различные, в общем-то, аспекты истории Республики Коми. Одна из работ, представленных на конференции, Иван Павлович Морозов, как выпускник фельдшерско-акушерской школы города Сыктывкара, была представлена в дальнейшем на Республиканской научно-практической конференции «Морозовские чтения», которая была организована Государственным советом Республики Коми. Ну, мы знаем с вами, что не каждому дается в жизни людям города дарить, но большой памятью Ивану Павловичу, конечно же, служат районы, поселки, да, автодороги, железные дороги, которые, в общем-то, существуют в нашей республике и как бы к строительству которых был причастен Иван Павлович. Для всех, кто знал Ивана Павловича, конечно, он был примером для подражания, личностью большого масштаба. Принадлежал к той плеяде людей, с которыми связана сегодня столь нужная нам сегодня преемственность в солидарности поколений. И об этих качествах, и об этой стороне жизни, в общем-то, ребята узнают на вечерах памяти, на мероприятиях, которые посвящены вот Ивану Павловичу Морозову. В этом году у нас начался как бы действовать новый проект, рабочее название его именем Едины. Колледж принимал к себе гостей, ребят 6-9 классов села Межада, школа, которая тоже носит имя Ивана Павловича Морозова. Значит, ребята не только познакомились с медицинскими специальностями, которые можно получить в стенах нашего колледжа, приняли участие в мастер-классах, да, сами приняли участие, да, но и подготовились для наших студентов концертные номера, небольшие презентации, рассказали о том, какую работу они ведут по сохранению памяти об Иване Павловиче Морозове в своей школе. Ну и, конечно же, в общем-то, мы считаем, что такие встречи будут традиционные, и наши студенты тоже, в общем-то, готовы посетить сельскую школу и организовать для учеников, для жителей села, может быть, какие-то пункты здоровья, профилактические встречи, беседы, там, акции и так далее. Ежегодно, накануне дня рождения Ивана Павловича Морозова, наши ребята посещают, конечно же, могилу, где убирают опавшие листья, сухую траву, значит, как бы чистят могилку, делают влажную уборку. Но мы с вами понимаем, что самое главное, что делается в рамках сохранения имени, да, памяти об Иване Павловиче Морозове, это воспитание, сохранение, во-первых, высоких стандартов обучения, воспитание в студентах тех качеств, которыми обладал сам Иван Павлович, которые были ему свойственны, такие как порядочность, ответственность, человечность, доброта, надежность, принципиальность, бескорыстие. Всякая школа славится не числом, а славой своих учеников, и эта фраза Николая Ивановича Пирогова является девизом нашего колледжа. И мы можем гордо сказать, что наши студенты-выпускники лучшие, ну и, может быть, даже самые лучшие, да, как бы без тени сомнения. Имя образовательной организации обязывает. У наших ребят, обучающихся в Сыктывкарском медицинском колледже имени Ивана Павловича Морозова, мы можем с гордостью сказать, что это получается. На слайде вы видите, что мы являемся наши студенты являются постоянными стипендиатами Российской Федерации, являются стипендиантами правительства Республики Коми, студенческой нашей профсоюзной организации. Фотографии лучших из лучших размещены на доске почета. Студенты нашего колледжа, как будущие медики, выполняют свои обязанности достаточно хорошо, ответственно, не требуют за это никакой награды, но вдвойне приятно, когда это случается. Мы гордимся нашей выпускницей 2019 года Ириной Алексеевой Шаховой, которая 29 апреля состоялось награждение ее медалью ветерана вооруженных сил за самоотверженность, подписанной председателем Совета общественной организации ветеранов вооруженных сил Российской Федерации, генералом армии Виктором Федоровичем Ермаковым. Мы гордимся 6 нашими студентками, 3 из которых являются на сегодняшний момент уже выпускниками, а 3 продолжают учиться, которые
были отмечены президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. И наши студенты получат благодарность, она еще в пути, но приказ уже подписан, как вы видите, за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга. Мы гордимся нашими выпускниками, мы переживаем за нашу работу. Я думаю, что так же, как и мы все здесь находящиеся. Я желаю всем удачи, успехов, плодотворных результатов на нашей сложной ниве образовательной и воспитательной работы. Благодарю за внимание и готова ответить, если есть на вопросы, если есть. Если нет, то всем спасибо. Ольга Владимировна, благодарим вас. Это как раз хорошая иллюстрация, да, тех слов, которые Галина Николаевна говорила о том, как важно сохранять память, какими способами это делать. А мы, коллеги, продолжаем дальше работу нашей демонстрационно-дискуссионной площадки. Школа должна стать общим домом для детей и взрослых, говорил Александр Александрович Католиков. Дети должны переживать за все, от цветка, стоящего на подоконнике, до пристройки к школе нового корпуса. Но при этом очень важное значение Александр Александрович придавал и подготовке ребят к будущей самостоятельной жизни, к семейной жизни. Как сегодня эти традиции, эти заветы Александра Александровича реализуются в деятельности наших современных детских домов? Услышал в докладе Натальи Ефимовны Игнатенко, детский дом номер 18 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей города Воркуты, коррекционно-развивающая работа, важный фактор подготовки воспитанников детского дома к самостоятельной жизни и жизни в семье. Пожалуйста. Добрый день. Мне выпала великая честь работать учителем-логопедом в детском доме номер 18 города Воркуты. Вы знаете, свой доклад хочу начать со слов великого классика Антона Павловича Чехова. В человеке все должно быть прекрасно. У меня почему-то не идет презентация. В человеке все должно быть прекрасным. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Я продолжу, коллеги. Перед коллективом детского дома стоит очень сложная и важная задача – помочь ребенку, переступающему порог детского дома, успешно адаптироваться к социальной действительности. Для этого в нашем детском доме созданы оптимальные условия, и совместно с воспитателями работают педагоги дополнительного образования. Следующий слайд, пожалуйста. Которые проводят занятия в разных направлениях. Я не буду их озвучивать, вы можете ознакомиться с ними на экране. Александр Александрович Католиков оставил нам великое наследие, и он четко подметил, что ребенка нужно обучать и воспитывать всесторонне. От себя добавлю, что дети детского дома особо нуждаются в нашей поддержке, они нуждаются в пристальном внимании. И сегодня я хочу обозначить важность коррекционно-развивающей работы и показать, как она организована в нашем детском доме. Следующий слайд, пожалуйста. Как правило, дети, поступающие в детский дом, ослаблены в психофизическом статусе. Часто у воспитанников встречаются врожденные психические и неврологические патологии. Здесь сказываются неблагоприятные наследственные факторы, которые отягощаются низким социальным уровнем родителей, а большинство воспитанников детского дома сразу после рождения находятся в условиях материнской депривации. Большая часть наших детей – это социальные сироты. Именно эти воспитанники испытывают стойкие затруднения, следующий слайд, пожалуйста, в период взросления, и им крайне сложно дается обучение. У них отмечается задержка или диагностируется на очень низком уровне развития высших психических функций, которые как раз и являются основными факторами успешной готовности ребенка к школе. И они же являются фундаментальной базой его обучения в дальнейшем. Следующий слайд, пожалуйста. Для преодоления или максимальной коррекции возникающих трудностей в нашем детском доме созданы условия для работы с детьми. Подготовлена материально-техническая база. Это уютные кабинеты специалистов, которые оснащены необходимым оборудованием, пособием для проведения коррекционно-развивающих занятий. Работу с воспитанниками можно условно разделить на несколько направлений. Первое – это выявление трудностей. Второе – это непосредственно коррекционно-развивающая работа. И третье направление, очень важное, это консультативная помощь.
При поступлении в детский дом каждый воспитанник проходит, следующий, пожалуйста, слайд, обязательно психолого-медико-педагогическое обследование на базе городского центра города Воркуты. К сожалению, неудачный слайд, но я думаю, что вы меня простите. В детском доме функционирует психолого-педагогический консилиум. Следующий, пожалуйста, слайд. Одна из основных задач которого заключается в выявлении трудностей в освоении образовательной программы. Специалистами детского дома проводится углубленная диагностика. Выявляются возникающие трудности, определяется степень нарушения и отмечаются сильные стороны, на которые мы можем опереться во время коррекционной работы. Специалисты работают по разработанным коррекционно-развивающим программам. Наша деятельность находится в очень тесной взаимосвязи. Мы совместно обсуждаем результаты диагностики, выявляем сильные стороны, на которые мы можем опереться во время работы с ребенком. Направления в работе у нас разные, но они все служат общей цели. Следующий слайд, пожалуйста. Педагог-психолог делает упор на развитие эмоционально-волевой сферы и индивидуально-личностной сферы детей. Учитель-логопед занимается профилактикой и коррекцией письменной речи. Учитель-дефектолог проводит занятия, которые направлены на развитие и коррекцию познавательной деятельности детей на основе изучения программного материала. На основании краткого анализа мы продиагностировали за 3 последние года, взяли наших воспитанников, и мы увидели, что 45% наших воспитанников обучались по адаптированным основным общеобразовательным программам для детей с задержкой психического развития и с нарушением интеллектуальной сферы. 100% наших воспитанников нуждаются в помощи педагога-психолога. 66% воспитанников нуждаются в коррекционно-логопедической помощи. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и третье направление. Так, мы, наверное, перескочили. Можно вернуться назад. Ага, нет, следующий тогда слайд. Ну и третье направление – это консультативная помощь. На консультациях мы обсуждаем вместе с воспитателями вопросы диагностики воспитанников, этапы коррекционной работы, способов и приема обучения каждого ребенка. Эти рекомендации носят не только теоретический, но и практический характер. И очень важная и продуктивная работа, я считаю, это с приемной семьей, то есть с будущими родителями, с каждым будущим родителем. Проводятся индивидуальные беседы, на которые специалисты рассказывают, делятся результатами коррекционной работы, достигнутыми успехами ребенка, дают рекомендации по дальнейшему развитию сопровождения. Мы поддерживаем связь при помощи различных мессенджеров, отвечаем на вопросы, даже когда уже ребенок уходит в семью, но на те вопросы в рамках, конечно, своей компетенции. На всех этапах коррекционной работы осуществляется тесная взаимосвязь между участниками образовательного процесса. Вы можете увидеть это на экране. Уважаемые коллеги, так почему же коррекционно-развивающая работа является важным фактором в подготовке наших детей, наших воспитанников к самостоятельной жизни? Пожалуйста, следующий слайд. Мы можем это увидеть на модели наших выпускников. Мы очень хотим, чтобы наши выпускники были ответственными людьми с адекватной самооценкой своих поступков, чтобы они были уверены в своих возможностях и силах, чтобы они могли четко и ясно излагать свои мысли в устной и письменной форме. Мы видим наших воспитанников взрослыми людьми, умеющими анализировать и разумно выражать свою точку зрения. На протяжении всей коррекционной работы важным условием является личная заинтересованность каждого педагога в достижении максимально положительного результата становления личности ребенка. И только тогда мы можем быть уверенными, что наши сегодняшние воспитанники, которые испытывают трудности в обучении, не потеряются на жизненном пути, и их самостоятельная жизнь будет успешна. А сейчас позвольте мне пригласить на небольшую виртуальную экскурсию, в город Воркута, в наши кабинеты специалистов. Следующий, пожалуйста, слайд. Это кабинет учителя-логопеда, который разделен на несколько функциональных зон. Он оснащен новой удобной мебелью. Следующий, пожалуйста, слайд. В работе я широко использую настольно-печатные игры. Следующий слайд. Современные методические и дидактические пособия. Следующий, пожалуйста, слайд.
В 2018 году детский дом выиграл грант на всероссийском конкурсе «Комплекса мер Республики Коми. Вектор будущего». И за счет денег этого гранта мы смогли кабинет психолога оснастить современнейшим оборудованием. Следующий слайд. Кабинет психолога представляет из себя два кабинета. Первый, который только что был до этого, это сенсорная комната. Вторая служит для проведения коррекционно-развивающих занятий. В заключение своего доклада хочу поблагодарить вас, внимательные слушатели, и подарить вам стихотворение, которое написал Дмитрий Николаевич Голубков. Следующий слайд, пожалуйста. Называется оно «Человек – это высокое звание». Человек – это высокое звание. Средней ясной туманной млечности в бесконечности начинается и кончается в бесконечности. Поколениями созидается, век за веком земля нетленная. Человек, как звезда, рождается, чтоб светлее стала вселенная. Следующий слайд, пожалуйста. Это стихотворение о жизни, которая может пройти незамеченной или наоборот, оставить яркий свет в памяти людей. Подумать только, ведь в наших силах помочь и поддержать яркий свет в душах наших воспитанников. Я желаю вам удачи, коллеги, на этом сложном, тернистом, но таком светлом и ярком пути воспитания, обучения нашего подрастающего поколения. Спасибо за внимание. Наталья Юрьевна, благодарим вас за ваше выступление. Мы видим, что действительно очень серьезная работа вами проводится в вашей организации, и, скорее всего, она дает хорошие плоды. Да? Спасибо. Результаты вашей работы, они, конечно, важны для ваших ребят, для ваших воспитателей. Уважаемые коллеги, мне бы хотелось в продолжении этой темы предоставить слово Надежде Борисовне Викулиной. Надежда Борисовна Викулина, педагог-психолог детского дома номер 1 города Сыктывкара, которая расскажет о реализации программы «Школа приемных родителей» на базе детского дома, как одной из основ профилактики вторичного сиротства. Это очень важно, да, чтобы не только дети были готовы к жизни в семье, но и приемные родители, чтобы готовы были принять ребенка в свою семью. Спасибо, пожалуйста. Здравствуйте, добрый день. Значит, школа приемных родителей функционирует на базе нашего детского дома уже с 2015 года. Ага, спасибо. Но деятельность школы приемных родителей регламентируется основными нормативно-правовыми, локальными актами и правительства Российской Федерации, Министерства образования, Министерства труда и социальной защиты, договором с управлением опеки и попечительства, ну и внутренними актовым приказом, директором, положением о школе приемных родителей. В организации проведения школы приемных родителей принимают участие администрация детского дома, непосредственно директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, педагогический состав, да, я педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед тоже в обязательном порядке и медицинский персонал. Основные цели реализации программы подготовки школы приемных родителей 3 выделяют. Да, это реализация права ребенка жить и воспитываться в семье, да, путем психолого-медико-педагогической и правовой подготовки кандидатов в приемные родители. Это формирование воспитательных компетенций, родительских навыков, да, для содержания, воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для охраны их прав, здоровья, создания благоприятной среды, безопасной, успешной социальной адаптации в семье, развития и образования. Ну и третья цель, да, но не по значению, это профилактика как раз-таки вторичного сиротства. Все мы понимаем, что одна из острейших проблем принятия ребенка на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, это как раз-таки риск возврата ребенка в учреждение. То есть такое, к сожалению, есть и сейчас. И разбираясь, да, чем обусловлен риск возврата ребенка в учреждение, мы выделяем 2 основные группы причин такой ситуации. В первую группу входят причины, когда, допустим, кандидаты, замещающие родителей, не имеют достаточной психолого-педагогической подготовленности, социальной подготовленности, не обладают какими-то личностными компетенциями, могут формально относиться к процессу обучения в школе приемных родителей, особенно если они под каким-то импульсом таким эмоциональным пришли. Вдруг, ну, там, знаете, сейчас очень много же в социальных сетях распространяется информация о детях, которые ждут родителей, и под таким вот эмоциональным импульсом люди там, о, надо взять его, что, надо школу пройти, да, значит, где это можно сделать? То есть, ну, к моему счастью,
к окончанию обучения таких людей у нас не остается, да, учеников, которые пришли для галочки, к счастью моему большому, и дело не в том, что мы их там выгоняем, а в том, что все-таки в процессе обучения их взгляды кардинально меняются, на процесс обучения вообще, отношение к процессу обучения в школе приемных родителей кардинально меняется. Ну и говоря вот о первой группе причин, выделяем, да, то есть это те аспекты, про которые, по сути, можно сказать так, что вот мы всю полную информацию, всю информацию, касающуюся психолого-педагогической подготовки, социальных, личностных каких-то компетенций, мы даем ее, да, то есть отвечаем на все вопросы, которые возникают в процессе подготовки кандидатов, обсуждаем очень много, то есть ничего не скрываем, да, то есть максимально их вот информируем, по большому счету. Но насколько они в итоге, вот всеми этими знаниями и навыками, полученными на школе приемных родителей, насколько они в итоге смогут их применить в практике, да, когда они непосредственно столкнутся уже с приемным родительством, насколько они смогут продуктивно их использовать, таких прогнозов сделать мы не можем, да, то есть что же будет, когда они в это приемное родительство уже полностью окунутся. Ну и вторая группа причин – это наличие, возможно, неконструктивной мотивации со стороны кандидатов, это, возможно, несоответствие ожиданий замещающих родителей, да, тем возможностям, которые имеет ребенок, да, или их эмоциональная или психологическая неготовность к принятию ребенка в семью. Опять же, здесь сюда вошли в эту группу причин те аспекты, которые, по сути, мы можем выявить на этапе психолого-педагогической диагностики, которая проводится в рамках подготовки кандидатов в замещающие родители. И если они обнаруживаются, да, то тут уже непосредственно в заключении психолого-педагогическом это отражается и пишется, по сути, что вот кандидат по тем или иным причинам не может стать в итоге приемным родителем. То есть такое тоже может быть. Но программа школы приемных родителей разработана таким образом, чтобы вот максимально осветить все вопросы принятия в семью ребенка, чтобы подвести кандидатов в опекуны, в усыновители к осознанному вот этому решению, к принятию ответственности за это решение, осознанию своих мотивов в первую очередь. И все это делается для того, чтобы как раз-таки снизить риск вторичного сиротства, риск возврата ребенка в учреждение. Но если рассматривать конкретно мероприятия в рамках подготовки замещающих родителей, направленных на профилактику вторичного сиротства, то тоже как бы три основные группы, да, это непосредственно обучение кандидатов, приемные родители, их подготовка к реальной жизни с приемным ребенком, к тому, с какими трудностями они могут столкнуться в процессе воспитания, в процессе обучения ребенка. И тут очень помогают на самом деле вот реальные примеры из жизни, из практики, да, различных приемных родителей, различных замещающих семей или детей, которые по тем или иным причинам, допустим, вернулись к нам в учреждение, о которых мы можем тоже рассказать, поделиться. То есть такую информацию, более такую жизненную, да, практичную, кандидаты всегда воспринимают глубже, что ли, эмоциональнее, то есть относятся к ней вот действительно уже как вот оно есть, да, то есть не какие-то это теоретические научные там цифры или еще что-то, а вот она, жизнь такая. То есть в этом плане это очень помогает, некая практика такая для них. Вторая группа мероприятий, да, расширение знаний в области детской психологии, педагогики, то есть все теоретические аспекты, связанные с воспитанием приемного ребенка, с особенностями развития приемного ребенка, там, все те факты, которые влияют на его развитие, да, депривация, нарушение привязанности, вот эти все моменты рассматриваем тоже, рассказываем, обсуждаем. Ну и третья группа, да, это вот непосредственно проведение диагностического обследования, индивидуальных консультаций, в ходе которых может быть выявлена, да, неготовность кандидата к приему ребенка в семью, да, в силу там неконструктивной мотивации или психологической, эмоциональной неготовности при наличии рисков каких-то в семье. То есть, по сути, вся программа подготовки в школе приемных родителей и направлена именно в первую очередь на профилактику, да, того, чтобы не было возвратов. Да, ну и формы, в которых проводятся занятия в школе приемных родителей, основные, да, это психолого-педагогический тренинг непосредственно, индивидуальное консультирование, видеоуроки, там, телепередачи, документальные фильмы тоже смотрим, семинары, практикумы, ну и лекции, диагностика, анкетирование, тестирование, интервью. Обращаем внимание на то, что 80% информации в виде активных форм работы, да, используем, то есть не лекторный, да. Только на 20% занятий относятся к таким теоретическим каким-то аспектам. Если говорить о темах, которые
освещаются. Ну, они стандартные, но тем не менее, не все, но основные вывела, да, это основы законодательства Российской Федерации об устройстве детей, оставшихся без попечения родителей. Это потребности развития приемного ребенка и необходимые компетенции приемных родителей, этапы развития ребенка, особенности развития и поведения ребенка, оставшегося без попечения родителей, жестокое обращение с приемным ребенком, его последствия на него, адаптация ребенка в приемной семье, трудное поведение приемного ребенка и обеспечение безопасной среды для ребенка, охрана его здоровья. Ну и перейдем к неким уже статистическим показателям. Да? Как я сказала, с 2015 года функционирует школа приемных родителей на базе ГУРК детский дом номер 1 города Сыктывкара. За это время прошли обучение у нас 74 кандидата в приемные родители. Все эти люди разного уровня образования, разного уровня воспитания, разного социального положения. То есть были там и руководящие какие-то должности, и пенсионеры приходят. Ну, то есть абсолютно разношерстная такая компания собирается. Тут уже как бы кто захотел. Вот. Но и если говорить о количестве кандидатов, замещающих родителей, которые прошли обучение по программе школы приемных родителей у нас, да, в отношении которых впоследствии было отменено решение передачи ребенка на воспитание в семью, но это по нашим данным, да, то есть всех 74 кандидатов это 3 человека, то есть по сути 4%, цифра мне кажется как бы более-менее, да, не критичная, конечно, нет предела совершенства, стремимся мы, естественно, к нулю, потому что возвратов не было, чтобы детки все воспитывались в семьях, это главное для нас. Вот. Ну и в завершение еще хотела сказать, да, что по завершении обучения мы... Запустится, что ли? Ну, там вот анимация должна включиться. Нет. Жалко. Значит, так и скажу. Значит, когда мы завершаем уже обучение, выдаем уже им свидетельство, заключение, все, они получили, свободные птицы, могут дальше лететь в приемное родительство, мы собираем от них обратную связь, да, то есть, что им понравилось или не понравилось при проведении обучения, какие у них есть предложения, там, что нужно поменять или чего не хватает в школе приемных родителей и пожелания для нас. И вот, ну, привела на слайде, так расскажу в общих словах, пишут, насколько это все было, оказывается, интересно, насколько это привязано к жизни, насколько это можно использовать даже просто со своими кровными детьми, ту информацию, которую они получают. То есть всегда они очень благодарны, они всегда такие воодушевленные от нас уходят, это так приятно всегда наблюдать. А вот нашлись люди, которые, допустим, из того, чего не хватает в школе приемных родителей, отметили, не хватает времени. То есть бывает такое, что мы уже закончились, и они такие, как? Уже все? Уже надо уходить? Мы бы еще походили, мы бы еще послушали что-нибудь, еще бы что-нибудь пообсуждали. То есть в этом плане. И еще тоже такой был момент, когда написали, чего не хватает, учеников не хватает. То есть они очень удивляются, что их так немного приходит на школу приемных родителей, когда вот сами люди решаются стать приемными родителями, что, оказывается, таких людей-то желающих не особо и много в этом плане. Ну и пожелания, естественно, такие у них, чтобы детки все были в семьях, чтобы мы учили как можно больше приемных родителей, чтобы всех детей устраивать. Спасибо. Благодарим. Надежду Борисовну, пожалуйста, спросите. Нет. У нас учатся и из районов, и из города, то есть это и забирают детей абсолютно из разных детских домов. Есть какая-то статистика с вашего детского дома? Именно те, которые у нас обучение проходили. На моей практике был один такой случай, когда люди прошли обучение у нас и взяли ребенка из нашего детского дома. Вот, про один случай точно знаю, да. То есть школа работает на всю республику, да? Да. Спасибо, да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот в каких размерах сейчас финансовая поддержка приемным семьям денежная оказывается? Я не скажу официальные цифры, но там, видите, же разница опека усыновления, приемная семья и так далее. То есть там этих нюансов очень много. Под опекой я там знаю, что там около 8 тысяч, там, что-то такое они получают приемные родители, опекуны именно, да. При усыновлении там они, получают выплату какую-то первичную, и все, там же усыновление, он становится кровный, но там они имеют возможность оформления материнского капитала также, когда ребенок попадает в семью как родившийся, то есть в этом отношении тоже финансовая поддержка есть. Приемных семей. Да. Скажите, вы индивидуально обучаете или коллективно? Но у нас есть график, мы проводим школу 4 раза в год. То есть к нам направляется управление опеки, когда кандидат появляется, они им дают график проведения занятий, потому что ведется у нас занятия, ведутся в городе тоже на базе Морозова, по-моему, в социальном центре проводят занятия в школе приемных родителей. И им уже куда удобнее, они туда и обращаются по графику,
времени, то есть по периоду, потому что им там, мы занимаемся весь день, им же надо там отпуска взять там, с работы, да, и прочее, то есть такие нюансы. Пожалуйста, то есть это как бы, а график висит у нас и на сайте на официальном, и в управлении опеки и попечительства, он есть тоже. Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Надежда Борисовна подняла очень такую важную тему, да, и Александр Александрович Католиков говорил: пусть же у каждого обиженного судьбой ребенка будет дом, семья, где ему возвратят детство. Вот как раз работа, организованная нашими коллегами, она помогает нашим детям, да, детям-сиротам обрести свой дом, свою семью. Коллеги, мы продолжаем дальше работу нашей демонстрационно-дискуссионной площадки. И мне бы хотелось напомнить, что Александр Александрович Католиков суть гражданского воспитания видел в том, чтобы включить детей в полезную для людей деятельность. Прежде всего в трудовую, когда воспитание идет без воспитания. При этом, отмечал Александр Александрович, мы решаем и нравственную задачу. Приучая детей-сирот к труду, обеспечиваем их будущее и счастье. А оно невозможно, когда человек не готов к трудностям и не умеет преодолевать их. Трудности дети скорее загораются, становятся самостоятельными, думающими, понимающими других людей. И далее мы предоставляем слово Любовь Валентиновне Чупровой, педагог дополнительного образования детского дома номер 17 для детей-сирот, детей старших без попечения родителей города Печоры. Любовь Валентиновна расскажет нам, как организуется трудовое воспитание детей детского дома как составная часть успешной социализации личности. Тема моего выступления – трудовое воспитание детей детского дома как составная часть успешной социализации личности. Эпиграфом моего доклада служат слова Макаренко. Но эти слова и характеризуют деятельность Александра Александровича Католикова. Это слова преобразуют человека не сам труд, а его организация и отношение к нему. Трудовое воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, занимает одно из ведущих мест в социализации воспитанников детского дома, способствует накоплению социального опыта. Дети поступают в детские дома в разном возрасте, с разным жизненным опытом. Трудовые навыки развиты недостаточно. И поэтому главной задачей по трудовому воспитанию является подготовить каждого ребенка к самостоятельной жизни, помочь определиться с выбором профессии. Это делает особенно актуальной проблему профессиональной подготовки и успешной интеграции детей, оставшихся без попечения родителей в современном обществе, самостоятельной жизни и труду. Трудовое воспитание детей в детском доме – составная часть целостного педагогического процесса, который включает в себя передачу воспитанникам трудовых умений и навыков, развитие у них творчества, практического, технического, логического мышления, трудового сознания и самосознания, выступая при этом важнейшим фактором становления «я» личности ребенка и активности, которые помогли бы ему в дальнейшей взрослой жизни после выхода из стен детского дома. В трудовой деятельности дети осваивают систему социальных ролей, необходимую для будущей самостоятельной жизни. Вряд ли может стать сирота хорошим семьянином, если не приобретет важные трудовые навыки и умения организации своего быта, приготовить еду, навести порядок, рассчитать свой семейный бюджет. Опыт заботы о других людях воспитанники также приобретают в трудовых разновозрастных объединениях, семьях, разновозрастных группах, которые формируются для совместного проживания труда. Тем более, что эта система взаимодействия частично компенсирует отсутствие полноценной семейной жизни ребенка. В процессе трудовой деятельности происходит социальное закаливание ребенка-сироты. Он учится преодолевать различные трудности, чтобы быть способным жить самостоятельно и решать сложные проблемы, которые неизбежно возникают у каждого человека. Труд формирует волевые качества в ситуациях преодоления сложностей и принятия ответственных решений. Труд детей имеет свою специфику. Прежде всего, их труд отличается от труда взрослых тем, ради чего он организован. Детский труд организуется прежде всего с воспитательными целями. Возникает зависимость между личными интересами и общественными. В результате этого воедино связываются общественные цели деятельности и направленность личности, коллективное управление деятельностью и самоуправление поведением, организация коллективной трудовой деятельности
и самоорганизация, содержание трудовой деятельности и личный трудовой опыт, становление коллектива и воспитание в нем отдельной личности. Труд в обществе, как правило, носит коллективный характер, поэтому от каждого участника требуется умение взаимодействия. Важно, что в процессе трудовой деятельности ребенок приобретает навыки взаимодействия с разными людьми, осваивает опыт деловых отношений, что позволит ему успешно адаптироваться в любой производственной организации. Следовательно, воспитанники должны включаться в общественное производство. Подготовить ребенка к труду – это значит сформировать у него психологическую готовность трудиться. А психологическая готовность к труду означает уровень развития личности, который является достаточным для успешного освоения любым видом производительного труда. Как показывает наблюдение, выпускники детских домов очень часто практически психологически не готовы к участию в таком труде. Для этого в нашем детском доме имеется система социального партнерства, которая предполагает приобщение детей к выполнению необходимых работ и получению результатов своего труда. Ну, например, в кафе «Шоколад» изготовление пиццы своими руками под руководством повара данного кафе. После выполнения, естественно, чаепития с приготовленной своими руками пиццы. Парикмахерская «Надежда». Девочки выполняют несложную работу под руководством мастера. Постригают челку, убирают длину волос у клиентов. Кафе «Токио». На праздновании дня рождения одной из воспитанниц дети смогли почувствовать себя в роли официанта. Это и сервировка стола, и в роли повара это нарезка продуктов. Кроме этого, имеется договоренности в этот учебный год на проведение профессиональных проб с прической профессиональным экономическим техникумом. Но и в детском доме воспитанники могут трудиться. Самый элементарный вариант – это организация дежурства в своей комнате, что требует взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими воспитанниками. Умение решать вопросы в конкретной ситуации, предъявлять требования к другим, что способствует формированию опыта общения и коммуникативной культуры в целом. В каникулярное время ребята помогают чистить овощи на кухне, моют посуду, помогают со стиркой одежды, постельного белья. Осенью и весной – это уборка территории детского дома от листвы. Весной – посадка цветов на клумбах и уход за ними. Благодаря такому подходу воспитанников детского дома труд приобретает более высокое значение. Создаются условия для формирования общественно ценных мотивов деятельности. Однако самой серьезной проблемой является низкая мотивация детей в трудовой деятельности. Воспитанников не удается привлечь к труду иногда, и они безинициативно ищут любые возможности уклониться от трудовых поручений. У многих детей складывается представление о труде как о некой повинности, нелегком бремени. Сама система не позволяет детям трудиться, так как выстроена по принципу необходимости обезопасить ребенка от возможных трудностей. Труд в мастерских для многих является развлечением. К нему не относятся серьезно занятия, построенные на добровольческих началах. Но мы стараемся решить эти проблемы. Если ребенок не настроен в данный момент заниматься определенной работой, то ему предлагается с целью заинтересовать его та работа, в которой он расположен. Постепенно, когда он занимается другой работой, занимаясь понравившимся делом, может перейти к основной работе. Надо дать ребенку настроиться перед работой. Видя, как выполняют дети другие изделия, рисунки, дети постепенно втягиваются в это и уже выполняют ту необходимую работу, которая должна была выполнена в этот период. Социальное творчество воспитанников – это пассивное участие детей в улучшении и совершенствовании общественных отношений и образовании ситуации, складывающей в окружающем их социуме. Такая деятельность всегда сопровождена с личной инициативой ребенка, поиском нестандартных решений. Подход, связанный с неадаптивной социализацией, является новым для системы образования. Данный метод предполагает выход не только за пределы кружковой работы, но и за рамки детского дома. Поэтому возникает необходимость решать целый комплекс задач, имеющих отношение не только в сфере образования, но и в социальной сфере. На занятиях мастер-классов девочки пробуют себя в роли поваров, продавцов, парикмахеров, воспитателей, модельеров. Воспитанники стоят на роли самостоятельной жизни, которой они не считают себя готовыми.
С одной стороны, они хотят жить самостоятельно, отдельно, быть независимыми ни от кого, а с другой боятся этой самостоятельности, так как понимают, что без поддержки взрослых им не выжить. Практика показывает, что некоторая часть выпускников детского дома нашего испытывает трудности в дальнейшей социализации, не умеет вести домашнее хозяйство, нуждается в постоянной материальной помощи. Выпускники, становясь студентами и выезжающие за пределы нашего города на учебу, сталкиваются с трудностями в организации своего питания, что очень часто служит причиной их отказа от дальнейшей учебы, появления проблем со здоровьем. Программа по кулинарии позволяет им частично преодолеть эти трудности и организовывать свое питание достаточно полноценно. Кроме того, программа дает дополнительные знания и навыки, позволяющие детям внимательно относиться к выбору продуктов питания, правильно и красиво отправлять прием пищи, чувствовать себя за столом раскованной и уверенной. Главное, чтобы еда была калорийная и сытная, требовала наименьшего времени приготовления и обходилась недорого. Участвуют в этой программе девочки и мальчики с 8 класса до студентов. На протяжении многих лет воспитанники принимают активное участие в творческой жизни города. Это выставка детских работ в творческом конкурсе «Кудесники Печоры». Это участие в ярмарке распродажи на празднике рыбного пирога «Чиринен Гаш». Это выставка рисунков в досуге. Это проведение городских мастер-классов, когда дети проводят мастер-классы среди детей, школьников. Это ежегодная выставка распродажи изделий, изготовленных собственными руками. На базе детского дома работает мини-ателье, где происходит создание внешнего облика актера. Под моим руководством дети шьют концертные костюмы для выступления в разных жанрах, создают элементы декорационного оформления для выступлений. Под руководством педагогов занимается организацией архитектурно-ландшафтного пространства. Территория детского дома разбита у нас на несколько уютных зон. Принцип коллективности предполагает, что социально преобразующая добровольческая деятельность детей осуществляется в детско-взрослых общностях, детско-взрослых коллективах различного типа, дает юному человеку опыт жизни в обществе, опыт взаимодействия с окружающими, может создать условия для самоопределения и самореализации. Приучая воспитанников к самостоятельности, мы стремимся не спешить идти на помощь ребенку при первых затруднениях и даем ему возможность самому попытаться преодолеть трудности, проявить самовыразительность и смекалку. Предоставляем воспитанникам как можно больше свободы и самостоятельности в действии. Не нужно забывать, что дети приходят к нам со сложной судьбой. Многие из них имеют психологические травмы, поэтому часто приходится слышать «не хочу», «не буду», «мне это не надо». Многие имеют опыт жизни в социальных условиях, когда неубранная квартира, грязная одежда, немытая посуда является нормой жизни. Стараемся каждому воспитаннику найти индивидуальный подход, заинтересовать, увлечь творческой работой. И в заключение хочу привести слова Антона Семеновича Макаренко, которые очень точно отражают суть трудового воспитания в детском доме. Труд всегда был основой для человеческой жизни и культуры, поэтому и в воспитательной работе труд должен быть одним из самых основных элементов. Спасибо. Благодарю вас, Егор Валентиновна. Действительно, трудовое воспитание – это одно из важнейших направлений воспитательной работы в любой образовательной организации, да, в том числе и в детском доме, о чем говорил еще Александр Александрович Католиков и, конечно, Антон Семенович Макаренко, которого Александр Александрович считал своим учителем. Коллеги, тему трудового воспитания в современной школе продолжает у нас Татьяна Николаевна Няндина. Татьяна Николаевна должна к нам подключиться. Татьяна Николаевна, пожалуйста, подключайтесь. Пижемская средняя общеобразовательная школа, Усть-Цивинский район. Татьяна Николаевна, так, видим вас. Что-нибудь скажите. Пока не слышно. Здравствуйте. Здравствуйте. Слышно, видно, презентацию вашу видно. Пожалуйста, вам слово. Добрый день. Вас приветствует муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Пижемская средняя общеобразовательная школа, село Замежное. Я немного познакомлю вас с нашей школой, так мы далеко довольно-таки находимся от города Сыктывкара.
Школа наша является победителем конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы в рамках приоритетного национального проекта образования в 2006 году. В феврале 2013 года в селе Замежное Устилимского района открылась новая школа. В ней учатся дети из 7 ближайших деревень. Общее количество обучающихся в этом учебном году составляет 97 человек. В школе работает творческий коллектив единомышленников. Общее количество педагогических работников у нас 24 человека. В школе работает 4 участника конкурса профессионального мастерства «Учитель года». 2 из них являются победителями муниципального этапа и участниками республиканского. Средний возраст учителей в нашем коллективе 40 лет. 18 педагогов – это бывшие выпускники нашей школы, и из них 3 молодых специалиста после окончания учебных заведений вернулись в родную школу и в этом учебном году приступили к своей педагогической деятельности. Тема нашего выступления – трудовое воспитание в современной сельской школе. Традиция Александра Александровича Католикова. Известный советский педагог, директор школы-интерната номер 1 в городе Сыктывкар Александр Александрович Католиков обращал внимание на одно важное обстоятельство. По его словам, производительный труд хозяйства по времени занимает чуть не последнее место среди других детских занятий в школе-интернате. Учеба, спорт, игры, кружки, туристические походы и так далее. Однако именно хозяйство стало стержнем, вокруг которого выстраивалась воспитательная работа. В нашей школе также уделяется особое внимание трудовому воспитанию обучающихся. Территория нашей школы, нашего учреждения составляет 13 264 квадратных метра. Все зоны территории образовательного учреждения активно используются в работе школы. Но я остановлюсь на учебно-опытной зоне. Учебно-опытная зона представлена зоной, где произрастают деревья, кустарники, цветковые растения и непосредственно учебно-опытным пришкольным участком. Ежегодно на территории зеленой зоны производится подрезка кустарников, облагораживание клумбы, обрезка сухих веток деревьев. Пришкольный учебно-опытный участок является материальной базой трудового обучения. Он дает возможность устанавливать связь теории с практикой и предназначен для проведения теоретических и практических занятий, организации общественно полезного и производительного труда, опытнической, природоохранной работы, экологического воспитания обучающихся. Площадь нашего пришкольного участка составляет 2040 квадратных метров. Ежегодно во время летних каникул на базе нашей школы работает трудовая бригада. Для организации в летний период трудовых бригад в школе разработана программа «Хранитель земли». Учащиеся нашей школы учатся выращивать рассаду овощных культур для школьного приусадебного участка и цветковых растений для озеленения школьной территории. Работая в летних трудовых бригадах, ребята приобретают практические знания, которые смогут использовать в повседневной жизни, навыки работать на земле. Сегодня как раз ребята с руководителем из отряда «Хранители земли» отправились на слет трудовых бригад отрядов в город Сыктывкар, где представляют свой опыт работы. О нас неоднократно рассказывали в районной газете «Красная Печора». Здесь как раз на слайде представлены вырезки из этой газеты. Работа в трудовых бригадах – отличный способ провести время с пользой для себя и окружающих. В летний период на участке выращивается картофель, морковь, свекла, лук, огурцы, капуста, кабачки, помидоры, перцы и другие овощные культуры. Ребята во время летней трудовой четверти с удовольствием ухаживают за огородом. Выращенные овощи идут на стол ребятам и в семенной фонд. Облагораживание, благоустройство школьной территории – это важная часть воспитательного процесса. Школа – это место, где дети проводят большую часть дня, и оно должно быть удобным и комфортным. Именно к этому стремятся все участники образовательного процесса нашей школы. Основное направление воспитательной работы и трудовой работы – формирование здорового образа жизни, совершенствование нравственно-гражданского воспитания школьников. Фронт работы включает благоустройство пришкольного участка, уход за комнатными растениями, трудовой десант, участие в акциях, память, уход за территорией вокруг памятника участников Великой Отечественной войны «Скорбящая мать» и экологической акции «Речная лента».
В образовательном и воспитательном процессе, в том числе дополнительном образовании, школьная территория активно используется в различные времена года. Проводятся трудовые десанты с участием обучающихся преподавателей школы, экскурсии, практические работы на уроках биологии, географии, окружающего мира, проводятся уроки технологии. В трудовом воспитании учеников уроки технологии имеют очень важную роль. Ребята на уроках, кроме теоретических знаний, получают практические навыки работы с деревом, металлом, тканью, работы на станках, машинах. В системе доп. Образования в трудовом воспитании также отведена особая роль. Педагоги-наставники объединений реализуют практикоориентированный подход в обучении, который способствует повышению мотивированности учащихся на приобретение практических навыков или профессиональной компетентности. Очень важна организация ориентированной работы в форме профессиональных проб, профориентационных экскурсий, образовательных маршрутов, которые являются наиболее наглядной и реальной формой погружения в профессию. Хоть многие современные абитуриенты не рассматривают всерьез рабочие профессии, обществу всегда будут нужны специалисты, благодаря которым работают промышленные предприятия, строительные компании и объекты городского и сельского хозяйства. В нашей школе профессиональное обучение по специальности тракторист ведется с 1975 года. В связи с окончанием лицензии изменение законодательства профессиональное обучение было приостановлено в 2005 году, а с 2015 года возобновлено профессиональное обучение по профессии тракторист категории Б, С и Е. Для обучения данной профессии в школе имеется три трактора. ЛТЗ-60, ДТ-75 и МТЗ-82. Также имеется класс для подготовки, учебная лаборатория, полигон. Навесное оборудование, культиватор, плуг, коммунальный нож, отвал, щетка, необходимый инвентарь. И сейчас самостоятельно изготавливаем картофелекопалку. По окончании обучения по данной специальности обучающиеся получают свидетельство о прохождении обучения, и с 2015 года данное свидетельство уже получили 36 человек. Но в соответствии с положением о платных образовательных услугах школа организует обучение трактористов и для населения сельского поселения Замежное. В данных кадрах заинтересованы сельхозпредприятия сельского поселения Замежное. В 2021-2022 учебном году учащиеся обучаются по программам профессионального обучения. Это оператор ЭВМ, вожатый, водитель снегохода и овощевод. Согласно рабочей программе воспитания, обучающиеся приобретают трудовой опыт участия в производственной практике. В воспитании обучающихся приоритетом является создание благоприятных условий для развития ценностных отношений к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. Александр Александрович Католиков показал пример того, как правильно выстраивать труд детей для того, чтобы он воспитывал. Спасибо за внимание. Николаевна, благодарим вас за такое интересное выступление. К сожалению, вы пока тут подключались, аплодисменты вы, наверное, не услышали, только самый конец. Все коллеги в нашей студии, у нас тут более 30 человек собралось, очень заинтересованно слушали ваше выступление, действительно такой богатый опыт. И меня, например, поразил ваш опыт реализации профессионального обучения, да, что уже с 1975 года вы этим занимаетесь и постоянно расширяете спектр тех профессий, которых обучаете. Благодарим вас за... Да. Вот вопрос от Галины Николаевны Кравченко. Как вам удается содержать такой большой парк техники? У вас, наверное, есть какие-то спонсоры, которые вам в этом помогают? Глубоко мы видели. Нет, спонсоров у нас никаких нет. Все своими силами. Все сами. Замечательно. То есть какие-то внутренние ресурсы, да, любая образовательная организация может изыскать, если захочет. Да. Большое спасибо. Коллеги, а мы с вами продолжаем работу нашей демонстрационно-дискуссионной площадки. Блок с трудовым воспитанием мы с вами рассмотрели. Действительно, идеи Александра Александровича Католикова в плане трудового воспитания, они и в нашей современной школе достаточно хорошо могут быть реализованы, да, и находят свое отражение.
Но при этом очень важно, что мы с вами используем идеи Александра Александровича и при организации летнего отдыха и оздоровления детей. Да, вот те идеи, которые были заложены в реализации программы Межадовского летнего лагеря, продолжит сейчас у нас Антонина Олеговна Пыхалова, преподаватель Сыктывкарского политехнического техникума. Очень интересная практика организации летнего отдыха ребят, да, не только обучающихся вашего техникума, но и вообще городских ребят, которые к вам приходят. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня я ознакомлю вас с одним из реализуемых проектов в нашем техникуме Сыктывкарском политехническом, его профориентационная направленность, а это именно детский лагерь. Дневным пребыванием называется он «Профессионалы будущего». Коллектив техникума рассматривает профориентационную работу как одно из приоритетных направлений деятельности. Таким образом, в нее вовлечены большинство преподавателей, сотрудников и студентов. Целями этой профориентационной работы в техникуме является оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности, выработка у школьников профессионального самоопределения в соответствии со своими возможностями и, конечно, с учетом требований рынка труда. В таких условиях современных, когда идет у нас острая борьба за учеников, важным направлением деятельности является повышение привлекательности учебного заведения через организацию различных форм работы с потенциальными абитуриентами. Именно для того, чтобы каждый ребенок подошел к выбору своего жизненного пути осознанно, в 2019 году на базе Сыктывкарского политехнического техникума впервые открылась смена детского профориентационного лагеря «Профессионалы будущего». Целевая аудитория лагеря – это дети, обучающиеся в общеобразовательных организациях города Сыктывкара до достижения ими 18 лет. В том числе дети, стоящие на различных видах профилактического учета субъектов профилактики и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Актуальность данного проекта обусловлена необходимостью предупреждения противоправных деяний со стороны обучающихся в каникулярный период времени, совершенствования системы профориентации, а также оздоровления отдыха несовершеннолетних обучающихся. Цель проекта – это развитие социальной активности, творческого потенциала, содействие профессиональному самоопределению обучающихся через организацию профориентационной смены лагеря дневного пребывания. Задача же – это организация досуга обучающихся в каникулярный период, проведение профориентационной работы, содействие профессиональному самоопределению обучающихся, профилактика преступлений в период каникул, содействие физическому, психическому, интеллектуальному и нравственному развитию обучающихся. В рамках организации лагеря дневного пребывания профессионалов будущего реализуются профессиональные пробы в рамках профориентации обучающихся по различным компетенциям с учетом стандартов WorldSkills, таких как аддитивное производство, парикмахерское искусство, лазерные технологии, кирпичная кладка, электромонтаж, сухое строительство штукатурной работы, сетевое системное администрирование, инфокоммуникационные сети, системы связи, электроника, кузовной ремонт, графический дизайн, веб-дизайн, разработка, и вот у нас множество представленных как раз. Аддитивное производство. Аддитивное производство, если попроще словами, это 3D-моделирование, 3D-сканирование, очень современное, перспективное направление. Помимо того, что каждый ребенок за смену пробует свои силы во множестве различных профессий, в программе лагеря обязательно предусмотрено проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, коллективных творческих дел, квестов, экскурсий, прогулок на свежем воздухе, командообразующих игр, уроков, мастер-классов от различных организаций, таких, например, как ГИБДД, МЧС, Центр занятости населения, Национальная библиотека. Обычно распорядок дня в нашем лагере выглядит примерно так. То есть они дети не приходят, собираются в отряды. Потом, как в обычных во всех детских лагерях, у них зарядки и линейки, завтрак, потом идут самая важная часть, это профессиональные пробы. После этого до обеда у них остается время, чтобы провести в отрядах, поиграть, провести время друг с другом. После обеда это всякие экскурсии, мастер-классы, прогулки на свежем воздухе. И уже в конце дня полдник и подведение итогов дня. За время реализации проекта проведено 6 смен, участниками которых стали более 200 школьников города. 3 летних было смены, которые рассчитаны на 3 недели, и 3 длительностью в 1 неделю, реализуемые во время школьных осенних каникул. Одна из таких смен была проведена исключительно для детей, состоящих на различных видах профилактического учета,
субъектов профилактики детей и находящихся в трудной жизненной ситуации. Каждый из этих детей по итогу получил свидетельство профессии рабочего государственного образца по одной из компетенций. Результаты успешной деятельности профориентационного лагеря при техникуме подтверждаются достижением поставленных задач. И самое главное, что дети возвращаются к нам в следующие смены, и мы можем безусловно гордиться тем, что большинство тех детей, которые получили уже основное общее образование, становятся студентами нашего Республиканского политехнического техникума. Выбор профессии – важный шаг в жизни каждого человека. Профессия своего рода судьба, поэтому стоит потратить время, чтобы основательно и заблаговременно ее планировать. Чтобы профессиональная ориентация дала нужные результаты, она должна быть непрерывным процессом, проводиться в системе, состоять из ряда взаимосвязанных этапов. Грамотно организованная профориентационная работа способна помочь старшекласснику определиться с выбором будущей профессии, подобрать специальности, максимально соответствующие его интересам и профессиональным ожиданиям, соотнести свои желания и способности, сориентироваться в дальнейшей учебной и профессиональной деятельности. Спасибо за внимание. Спасибо, Антонина Олеговна. Я думаю, наверное, у многих из присутствующих в студии возник вопрос, как к вам попасть. Да. У нас очень большой конкурс. Как только мы объявляем, что у нас открывается лагерь, буквально, наверное, за неделю мы набираем 50 детей. То есть родители уже, причем сарафанного радио, очень как-то оперативно узнают о нас, и мы очень быстро набираем этих детей. Конечно, мы публикуем в первую очередь информацию на сайте техникума, и потом уже там группа ВКонтакте и остальные социальные сети. Поэтому как только у нас начинается лето, мы объявляем набор, и сразу добро пожаловать. Это идет вот питание, идет за счет чего? Есть родительский взнос, да, но он такой очень, за 3 недели смены в этом году, если не ошибаюсь, было 1000 рублей. Нет, понятно. Это понятно. А те, кто, допустим, к вам попадают из трудные. А там полностью же государственное обеспечение, то есть они ничего не платили. Вы с кем? С Министерством образования работать, да. Готовы ли вы поработать вот как раз с организациями для детей-сирот, для них организовать какие-то подобные смены? Конкретно так целенаправленно об этом не задумывались, но я думаю, что если руководство предложит такое... Ну, я думаю, что вот одним из предложений в резолюцию нашей площадки можно было бы записать, да, вот такое взаимодействие, чтобы можно было выстроить между организациями, для того, чтобы ребята из детских домов могли принять участие в таких очень интересных, важных для них сменах профильных. Спасибо. Коллеги, мы с вами продолжаем работу нашей демонстрационно-дискуссионной площадки. Александр Александрович Католиков говорил о том, что очень важно создание комфортной обстановки в школе. Причем это забота не только об учениках, говорил он, но это и забота об учителях. Настроение учителя, его самочувствие, его самоощущение. Это те факторы, от которых в немалой степени зависит итог и результат учебного процесса. Ну и мы со своей стороны говорим о том, что также очень важно оказывать педагогам необходимую методическую поддержку. И мы предоставляем слово нашим коллегам. Светлана Александровна Афанасьева, Республиканский центр образования, и Наталья Александровна Савенко, заведующий центром психолого-педагогического сопровождения специально-инклюзивного образования интернатных учреждений Республиканского института развития образования, о том, как осуществляется психолого-педагогическое и методическое сопровождение педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций и государственных организаций, в которых обучаются, воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Пожалуйста, коллеги, Светлана Александровна. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Ну, сразу хочу сказать, что мы с вами сегодня очень много говорили о том, сколько положительного мы даем, делаем в адрес наших детей. Но хочу добавить небольшую ложку дегтя в наш мед, что все-таки наши дети, и вы наверняка это видели, отслеживаете и по школам, а особенно учреждения для детей-сирот, имеют такой синдром, как называемое расстройство привязанности. О чем говорит этот синдром? О том, что наши дети ведут себя агрессивно, ведут себя манипулятивно и шантажируют зачастую педагогов, часто пугают их суицидальными намерениями, бегут из детских домов. И вот, видя и зная весь этот комплекс, к сожалению, педагоги наши сегодня не всегда справляются с поведением детей. И об этом, зная об этом,
Мы разработали программу психолого-педагогического сопровождения педагогических работников. И с этой программой запустили ее в прошлом году. В этом году будем продолжать выезжать по все районы республики. Что хочется сказать? Чтобы скорректировать любое поведение ребенка, любого ребенка, хоть домашнего, хоть детского учреждения, необходимо 21 повтор модели поведения. То есть 21 раз мы должны модель проиграть. Но, есть большое но, ребенку с нарушением привязанности эту модель надо проиграть 40-60 раз. А с ребенком с глубоким нарушением 1000 раз. Как это сделать? Как это сделать в условиях наших детских домов? Об этом мы и будем говорить на 2 огромных семинарах, выездных семинарах. Я в этом году приеду в каждое учреждение для детей-сирот Республики Коми. Кроме Сыктывкара, Сыктывкар не успею. Дважды. Первое с программой медиативных технологий, второе с программой по конфликтам. Как решить в условиях детского дома конфликты и как избежать эти конфликты в школах, потому что сегодняшние учителя от наших с вами детей, к сожалению, тоже хватаются за голову. Ну, вот, пожалуй, у меня вот такая краткая, быстрая информация вам. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я отвечу. Почему Сыктывкар не участвует? Почему не участвует Сыктывкар? Потому что физиологически не могу разорваться на республику и Сыктывкар. То есть у меня получается в течение этого года каждые 2 недели выезд. Единственное, что мы думали уже об этом, чтобы, может быть, в те моменты, когда мы пребываем здесь в Сыктывкаре, взять интернат Католикова, но сделать его, как бы, знаете, вот там идет 5 дней у нас программа по 3 часа, например, его 1 раз в месяц, 1 день, то есть занятия, да, 2 раз в месяц 2 блок, и вот так вот растянуть на весь год. Может быть, мы к этому придем, но, к сожалению, все охватить мы физиологически не успеваем. Вообще у меня была идея в республике создать кризисный центр для наших детей, потому что порой, особенно с суицидами, когда дети начинают, а это у нас обострение весна-осень, мы прекрасно знаем, мы не знаем, что делать, не знают, что делать родители, не знают, что делать педагоги. И самое страшное, мы не знаем, куда бежать. Ведь на сегодня это так, мы не знаем, куда идти, кто нам может помочь. И если бы в республике, кстати говоря, это можно даже как предложение записать, да, существовал такой центр с отрядом, со штатным отрядом детских психотерапевтов, клинических психологов, которые могут и обучать, и профилактическую работу вести. Я думаю, что это была бы огромная помощь нашим педагогам. Спасибо. Да, коллеги, я думаю, что мы поддержим эту идею, да, включим ее в резолюцию на нашей площадке. Спасибо, Светлана Александровна. И Наталья Александровна, пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги, со многими знакомыми. Очень приятно видеть в зале, так сказать, наших партнеров, с которыми постоянно работаем. И очень приятно видеть вообще людей из республики, заинтересованных именно в работе не только с детьми, да, но и самих педагогов. Наш центр, я быстро, да, чтобы вас не задерживать, потому что уже все устали. Наш центр – это сопровождение вообще педагогов по работе в специальном инклюзивном образовании. В этом году у нас переименовали с 1 сентября. Это Центр психолого-педагогического сопровождения специального инклюзивного образования и интернатных учреждений, что подразумевает, само собой, работу с интернатными учреждениями, детскими домами в Республике Коми. Априори мы с ними работаем и на сегодняшний день, но теперь это включили еще и в название нашего центра, чтобы более объективно было понятно. Да? Направления работы центра огромные. Это и мы разрабатываем курсы повышения квалификации для педагогов различных направлений по работе с различными нозологическими группами. Сейчас, естественно, работаем и по работе повышения квалификации для работников интернатных учреждений и детских домов. Также много сотрудничества, понятно, что центр сотрудничает на федеральном уровне с различными специалистами. На сегодняшний день у нас готовится соглашение с
Институтом коррекционной педагогики РАО. Они вышли на нас, и с нами будут работать. В ближайшее время, я так думаю, подпишем соглашение, да, Марина Анатольевна? И, наверное, на следующий год запланируем, чтобы они приехали сюда и провели хороший такой семинар для педагогов, для работников образования Республики Коми. Специалисты, с которыми мы непосредственно со всеми работаем, Снежана Юрьевна, постоянный наш партнер, Игорь Сергеевич, который всегда включается во многие направления, Елена Антоновна Стребелева. То есть, такие весьма значимые люди, которые никогда не отказывают при выступлении, допустим, на каких-то площадках, на форумах, на проведении вебинара какого-то или семинара по запросу наших сотрудников и педагогов. Программы профессиональной переподготовки, достаточно большой, объемный такой спектр услуг, да, куда можно пойти учиться. И обращаем внимание наших руководителей, что эти программы уже давно действуют, давно работают. И по большей части можно обучаться онлайн, то есть в дистанционном режиме по индивидуальным графикам. То есть вы можете отправить своих сотрудников в любой период для обучения, на них оформляется, да, документация, они начинают обучение, и потом в итоге, постепенно набирая группу, они выходят на какую-то определенную сессию уже очно. То есть достаточно такой индивидуальный, гибкий маршрут для обучения по различным программам. В том числе достаточно интересное направление, была разработана программа «Тьюторское сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья», которой не было, она уже год есть, но они почему-то не все знают. А если это программа профессиональной переподготовки, вы можете получить диплом о профессиональной переподготовке, не просто удостоверение. Да, впоследствии, да, получая именно на программе профессиональной переподготовки, правильно Марина Анатольевна сказала, человек получает другую специальность, то есть он имеет право работать в этом направлении. А сейчас у нас готовится программа сурдопедагогика по работе с детьми с нарушением слуха, где будет представлена работа не только именно с детьми с нарушением слуха, как и слабослышащие, после кохлеарной имплантации и так далее, но у нас будет там включен небольшой курс по альтернативной коммуникации, где будет обучаться русскому жестовому языку. То есть обратите на это внимание. Далее, не буду много рассказывать, да, у нас очень много модулей, в том числе, кстати, вот по поводу того, что проблемы, да, с суицидами. У нас есть модуль по профилактике суицидальных наклонностей у детей, но на него почему-то очень мало люди выходят, хотя он у нас существует, он у нас есть, и педагоги могут на нем пройти обучение. Это наши программы, по которым у нас обучаются, в том числе онлайн-программы, где можно самостоятельно пройти обучение, зарегистрироваться и получить сертификат о курсах повышения квалификации. Вот у нас сегодня в студии присутствует Татьяна Владимировна Насибулина, да, разработчик, является разработчиком этой программы. Благодарим вас, Татьяна Владимировна, за то, что вы эту программу разработали, да, и педагоги проходят обучение по вашей программе. Мы ее, конечно, актуализируем, дополняем, но основу заложили именно вы. Спасибо вам. Да, на сегодняшний день тут немножко не подправлено. На сегодняшний день около 8 тысяч уже пошли обучение, поэтому достаточно такая актуальная программа и на сегодняшний день. У нас есть очень хороший курс в виде небольших таких семинаров с последующим прохождением тестов. Это курс «Доступная среда», где знакомят с нормативными актами, что, как, зачем, почему. То есть все подробненько рассказывают. 4 семинара в итоге получают сертификат о том, что вы прошли курс повышения квалификации по доступной среде. Вот большой курс у нас идет, онлайн-курс о жизни глухих и слабослышащих, который до сих пор у нас работает. В этом курсе у нас знакомятся все педагоги по работе с детьми с различными нарушениями слуха, в том числе как раз с альтернативной коммуникацией. Здесь обучаются персонализированно, есть прямо уроки готовые по дактилю и жестовому языку. Различные курсы проводим, очные семинары с приглашением. Если школа нас персонально приглашает, мы выезжаем и обучаем непосредственно в школе педагогов по работе с детьми с различными нозологическими группами. Помимо всего прочего, под нашим центром, так сказать, да, находится Республиканский центр помощи семье, консультационный центр, но о нем я чуть попозже расскажу.
педагоги, которые работают с различными нозологическими группами, клинические психологи, просто психологи, психологи, которые знают работу с любой категорией детей, работают с нами, как просто в центре, так и в центре по сопровождению родителей. У нас идет огромное количество вебинаров, семинаров по обучению в этом направлении. Буквально на следующей неделе у нас есть запланирован, да, большой семинар как раз по предупреждению суицидальных наклонностей подростков. Обратите на это внимание. Рассылку мы делаем всегда на все организации, но не все почему-то это видят, к сожалению. Если вдруг информация до вас не дошла, всегда на нашем сайте, на сайте института, вся актуальная информация размещается. Заходите почаще. Да, новостной ленте приходите на наши мероприятия. Очень много сборников методических рекомендаций, которые вывешены на сайте. Их можно просмотреть, скачать, задать вопрос, поинтересоваться. То есть есть абсолютно все. Очень много педагогов, когда приходят или звонят, спрашивают, вот мы не знаем, где найти, где посмотреть и так далее. Уважаемые коллеги, на сайте есть все. Есть примерные адаптированные программы для всех нозологических групп. Есть все ссылки, где взять примерные учебные планы, учебные направления, даже сейчас, которые существуют с 5 по 9, по 8 класс, разработанные Институтом коррекционной педагогики. Это все вывешивается на сайте, это все и есть. Заходите и смотрите. Потому что столкнулись с тем, что когда вот к нам пришел человек, да, работать со школы, она сказала, что в школе об этом даже не знают. Потому что просто не заходят на сайт и ничего не смотрят. На сайте размещено все. Когда она зашла и посмотрела, она сказала, здесь кладезь, и можно найти все, что захочешь. Почему, говорит руководитель, туда не смотрит, я не понимаю. Различные конкурсные движения. Понятно, что конкурсы проводятся различные, но у нас они специфические. Вот сейчас буквально находится на подписании в министерстве у Натальи Владимировны Якимовой очередной конкурс. Конкурс «Лучший педагогический проект в системе работы с детьми с ОВЗ», где включена новая номинация «Лучшее тьюторское сопровождение». Конкурс будет запущен либо с 18 числа, либо чуть попозже, но где-то вот в этих числах. Отслеживайте, потому что сейчас он уже будет вот буквально. А потом было решение министерства, что один из конкурсов будет проводиться один раз в 2 года. Это конкурс «Лучший педагог специального коррекционного образовательного учреждения». Этот конкурс в этом году будет. И номинации там, опять же таки, лучший педагог, лучший воспитатель, лучший учитель начальных классов и так далее. То есть они там специфически чисто учительские, чисто для педагогов. Не проектная деятельность, а именно ваша работа. То есть там будет лучший учитель начальных классов, лучший учитель 5-9 классов и лучший тьютор. Обратите на это внимание, пожалуйста. Да. Конкурсы для детей. Опять же таки, да, и так далее. То есть очень много направлений. Я презентацию оставлю, если надо, вы ее можете скачать. Если интересно, вот такие буклеты у нас находятся внизу, вы можете их взять, просмотреть. Вот. Помимо всего прочего, мы очень плотно работаем уже не 1-й год, а уже 3-й год, работаем с отделом опеки и попечительства Министерства образования, науки и молодежной политики. Как раз таки программа «Школа успешных родителей» была разработана нашими специалистами. По ней работают практически все в республике. И сейчас буквально вот недавно мы презентовали это, господи, как правильно вспомнить, как называется, психоэмоциональное благополучие ребенка в замещающей семье. То есть та диагностика, по которой отслеживает, насколько благополучно на данный момент ребенок находится в замещающей семье, чтобы уменьшить как раз-таки возвраты из семей. То есть найти ту причину, да, по которой нужно сопроводить семью, не сразу забирать ребенка, да, а именно сопроводить семью в какой-либо ситуации для того, чтобы ребенок все-таки там остался. Ну вот как-то вкратце, да, и быстро. Спасибо, Наталья Александровна. Коллеги воспользуются теми предложениями, которые были озвучены в рамках психолого-педагогического и методического сопровождения педагогических работников. Да, одну секундочку, Марина Анатольевна, да, быстро уже уходя, поскольку вы уже все здесь были, все проходили внизу, все видели, что у нас работает республиканский консультативный
информационный центр. Проводятся консультации всех специалистов для любой категории детей, родителей в первую очередь, бесплатно. Утром, днем, вечером записаться можно всегда, в любое удобное время, по любому запросу. Работают врачи, психологи, клинические психологи, логопеды, дефектологи, которые консультируют любого обратившегося абсолютно бесплатно. Онлайн, очно, письменно, как удобно. Да, спасибо. У вас там было написано, что лучше получения туторов, а с дипломом с этим туда тутор может пойти. Выпал. Вот это уже не ко мне. Я штатное расписание не восстанавливаю, к сожалению. Может быть, внесите куда-то, что вообще тутора будет очень трудно. Дает какая рекомендации на сопровождение, а для туторов не хватает штатных школ. Как введение штатных единиц тьюторов, да? На всех, которые пришли, об этом говорили. Ну, будем надеяться, что Нет, все-таки решится этот вопрос. Что, когда проходили 13 мая форум Конференция по инклюзивному образованию, там как раз таки, опять же таки, поднимался вопрос о том, что сейчас на это обратиться пристальное внимание. В нашем колледже, как сказали, за счет средств колледжа, пожалуйста, один тьютор на 5 человек. А если у нас 5 человек детей раз, вот представьте, как одному тьютору тяжело. Еще и в разных группах. Да, вот что это. Спасибо, коллеги, зафиксируем ваше предложение в резолюцию нашей площадки. Коллеги, вот нам тут сигнализируют, что уже пора бы завершать работу нашей площадки, но мне кажется, что это не совсем правильно, если мы не дадим выступить нашим коллегам из поселка Чим Удовского района. Татьяна Олеговна Зверева, педагог-психолог детского дома номер 13 для детей-сирот и детей, старших без попечения родителей. Татьяна Олеговна является у нас победителем республиканского конкурса лучших практик по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Пожалуйста, Татьяна. Спасибо большое, что дали слово, потому что издалека ехала, не спала всю ночь. Я хочу вам сегодня представить на ваш суд мое занятие, конспект. Занятие называется «Мошенничество». Занятие проводится с воспитанниками детского дома 9, 10, 11 классы. Дети с сохраненным интеллектом учатся в общеобразовательной школе и регулярно контактируют с социальной средой. Тема мошенничества выбрана не случайно. В силу обстоятельств дети детского дома часто попадают в ситуации негативных социальных отношений. Причин много. Одна из причин – слабая правовая осведомленность подростков, искажение представления о требованиях закона и ответственность за их нарушение. В связи с этими трудностями с воспитанниками детского дома необходима специально организованная работа. Занятие мое проходило в форме дебатов. Наверное, все знают эту технологию дебатов, дети тоже знакомы мои. Вот. Почему? Потому что научный воспитательный потенциал этой формы в том, что участник дебатов может защищать ту точку зрения, которую в реальности не разделяет. Подбирая доказательства в пользу точки зрения, которая ученику изначально не близка, слушая и анализируя аргументы оппонента, он может прийти к такому серьезному сомнению в собственных установках, что вплотную окажется перед необходимостью ценностного самоопределения. Цель моего занятия – формирование потребности соответствовать нормам, принятым в обществе, способствовать формированию ценностных установок, развивать устойчивость к неблагоприятным социальным воздействиям путем включения в анализ правовых ситуаций, формировать понятие собственного выбора в ситуациях смешения. Какие формы я применяла на своем занятии? Это дебаты, групповая работа, просмотр видеосюжета, решение проблемных ситуаций. Технологии применялись, технология дебата, технология проблемного обучения. Занятие мое делилось
состояла из 5 этапов. Первый этап – это установка учебной задачи. Кратенько очень скажу. Значит, здесь мы знакомились с видами мошенничества, выводили с детьми понятия, что такое мошенничество, формулировали вместе тему, узнавали суть мошенничества, пробуем сформулировать цель занятия, решаем, что достичь можно с помощью дебатов, то есть дискуссии, да, и формируем команды. Какие задачи здесь решались? Во-первых, развивались познавательные УД, да, универсальные учебные действия. Воспитанники учатся организовывать свою деятельность, учатся целеполаганию, планированию, прогнозированию. На втором этапе это открытие детьми нового. Мы вспоминаем правила дебатов. Идет непосредственно сама игра дебаты, значит, мы делимся на команды. Одна команда – это команда утверждения, вторая команда – отрицающая, и третья команда – это непосредственно активные слушатели. Мы назвали ее болото. Там участники активными слушателями являются. Вот. Задача – отстоять свою позицию и той, и другой команде и перетянуть на свою сторону болото с помощью весомых аргументов, благодаря жизненному опыту, с опорой на исторические какие-то, на литературные моменты и так далее. Третий этап – это первичное закрепление. Здесь идет решение проблемных ситуаций. Выбирается воспитанник в роли мошенника и выбирается воспитанник в роли гражданина. Задача гражданина не попасться на удочку мошенника. То есть всячески избежать его уловок и аргументировать свою точку зрения и логически рассуждать. Так. Третий этап был первичное закрепление, да, я пролистнула. Первичное закрепление, здесь мы с детьми делаем памятки, где уже они с опорой на свои знания пишут, что необходимо делать, чтобы избежать, скажем так, попасться на удочку мошенника. Самостоятельная работа с проверкой. Вот моя. Как не стать жертвой мошенника, вот моя памятка. Да? Здесь мы просматриваем еще видеосюжет «Черные риэлторы». Он небольшой, длится там меньше 2 минут. Обсуждаем видеоролик, делаем выводы и обязательно в конце просмотра акцентируем внимание, что преступление должно быть наказано. Вот неотвратимое наказание. И вы вправе выбирать, по какому пути идти. Пятый этап – это рефлексия. Знакомство с притчей «Все в твоих руках». Здесь спрашиваем, что нового узнали, какие выводы для себя сделали, сможем ли мы применить эти знания в жизни. И благодарю за участие и содействие всех детей. Спасибо за внимание. Может, какие-то вопросы у вас есть? Помогает это жизни? Есть какие-то конкретные примеры наших... Что не попались они на мошенничество? В сентябре у нас был мониторинг. Мы отчитывались по постинтернатному сопровождению за последний год. Из 15 выпускников, слава богу, никто не участвовал в мошеннических действиях. И нет у нас информации, что они попались на удочку. Потому что у нас есть тесная связь с ними, и какие-то, если возникают вопросы житейского характера, они стараются обратиться к нам за помощью. По времени сколько вот занимает такая одна тема? 40 минут. 40 минут. В рамках одного урока. Спасибо. Татьяна Олеговна является у нас победителем конкурса «Лучших практик профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних». Мы об этой теме сегодня тоже говорим, потому что она тоже очень важная тема. И Александр Александрович Католиков говорил о том, что хотелось бы, чтобы ранее запретная тема о детской преступности, о характере детских правонарушений, о правомерности наказания
перестала быть закрытой для общественности. Да? И сегодня об этом тоже мы очень много говорим на наших республиканских семинарах, для классных руководителей, для руководителей образовательных организаций, для заместителей руководителей. И у нас в студии присутствует еще один победитель этого конкурса. Лариса Владимировна Островская, социальный педагог специально-коррекционного детского дома номер 1 города Сыктывкар. Лариса Олеговна, буквально очень коротко. Я думаю, что мы вас пригласим на один из наших семинаров, где вы подробно сможете представить свой опыт. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Хочу представить вашему вниманию мероприятие по профилактике правонарушений девиантного поведения среди воспитанников специального коррекционного детского дома номер 1. На сегодняшний день в детском доме воспитываются дети-инвалиды 33 человека, дети-инвалиды 14 человек, это 42%, дети с ОВЗ 100%, дети-сироты 2 человека, оставшиеся с попечения родителей 30, родительские дети 1 человек. Здесь представлены локальные акты нашего учреждения по профилактике правонарушений девиантного поведения. Сюда включены положения, инструкции, адаптированные программы для работы в данном направлении, все планы, которые утверждаются директором детского дома ежегодно. Также в детском доме работает совет профилактики, который осуществляет комплекс мероприятий по предупреждению правонарушений, самовольных подходов, бродяжничества. В детском доме существует и работает творческая группа по правовому воспитанию детей, в состав которой входит социальный педагог и воспитатель. Творческая группа ежегодно проводит комплекс мероприятий по правовому просвещению воспитанников с мерами ответственности, несовершеннолетних, несовершения правонарушений и преступлений, предупреждению безнадежности, самовольных уходов, пропаганде здорового образа жизни, профилактике вредных привычек, а также ведет работу с педагогами в данном направлении. В нашем учреждении разработана адаптированная программа по теме «Социальная защита прав и интересов воспитанников детского дома». Данная программа вошла в опыт работы социального педагога, с которым мы приняли участие во всероссийском сетевом конкурсе под названием «Методические разработки в образовательном процессе», где стали победителями номинации «Методические материалы из опыта работы руководителей и педагогов с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами». В детском доме также разработана программа социальной адаптации и реабилитации воспитанников с девиантным и дефектным поведением в условиях детского дома, которая вошла в разработку регионального проекта адаптированной и модифицированной комплексной программы профилактики девиантного поведения. Данная программа стала победителем всероссийского сетевого конкурса под названием «Программа, способствующая развитию детей и молодежи в неурочное время» в номинации «Программа, направленная на развитие детей с ОВЗ и детьми-инвалидами». В детском доме реализуется комплекс мероприятий, программа участника регионального проекта адаптированной и модифицированной комплексной программы профилактики девиантного поведения. Социальный педагог здесь ведет блок, социально-педагогический блок. Творческая группа по правовому воспитанию в детском доме стала традицией ежегодно в ноябре месяце проводить месячник правовых знаний, приуроченный к Всероссийскому дню правовой помощи, защите прав ребенка, Международному дню инвалида, Международному дню отказа от курения с целью формирования правовых знаний у воспитанников. В рамках месячника правовых знаний мы ежегодно приглашаем старшего инспектора УПДН по отдела полиции номер 2 по городу Сыктывкар. Дети участвуют в круглом столе. Инспектор УПДН рассказывает тему профилактики самовольных уходов, безопасность в детских лагерях, образовательных учебных заведениях, проводит беседу с младшими школьниками по профилактике бродяжничества, воровства, обозначает роль комендантского часа для несовершеннолетних, ответственность за курение и принятие спиртных напитков в общественных местах, рассказывает о причинах и последствиях постановки детей на учет УПДН, приводит конкретные примеры из личной практики, дает юридическую оценку и комментарии по представленным материалам, отвечает на вопросы у детей и участвует в обсуждении. А уже в заключительной части этого мероприятия мы с инспектором УПДН, инспектор УПДН проводит индивидуальные беседы с детьми группы риска, где персонально разбираются проступки каждого ребенка. Социальный педагог в рамках месячника правовых знаний проводит классные часы об ответственности за совершение правонарушений, принятии спиртных напитков в общественных местах и ответственности. С презентацией детям о вреде курения, приуроченных к Всемирному дню здоровья. Также мы знакомим наших детей с личными документами, что такое паспорт, свидетельство о рождении, личное дело ребенка, сберегательная книжка, медполис, СНИЛС.
В этом году также нас посещал Центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи с презентацией о правах и обязанностях детей для младших школьников. Также мы ежегодно проводим участие детей в викторинах, правовых играх, где особое внимание уделяем на закрепление знаний воспитанников в области права. Воспитатели младших школьных групп проводят занятия по данному направлению. В ходе подготовки к занятию используются разнообразные методы и приемы, включающие в себя просмотр обучающих фильмов, чтение отрывков из литературы, инсценировка отрывка из литературного произведения. Дальше проходит защита листовок, проведение викторины и так далее. Дети участвуют в едином уроке по правам человека. Сертификат представлен на слайде. Для закрепления знаний о вредных привычках воспитанники показали театрализованное представление сказки Михалкова «Как медведь трубку нашел». Итогом мероприятия стала защита артистами листовок о вредных привычках, изготовленных воспитанниками накануне мероприятия. А также были показаны отрывки к сказкам «Золушка», «Белоснежка», где мы обговаривали нарушение прав человека. Ежегодно в детском доме объявляется смотр конкурс листовок «Нет вредным привычкам», «Умей сказать нет». Оформляется выставка из этих листовок. Особое внимание уделяется профилактике вредных привычек и пропаганде ЗОЖ. В ходе проведения мероприятий воспитанники закрепляют имеющие знания и новую информацию в соответствии с их возрастом в доступной и интересной форме. С этими материалами мы участвовали в республиканском конкурсе творческих работ, пропаганде ценностей здоровья среди обучающихся образовательных организаций. Мы за здоровый образ жизни стали призерами данного конкурса. На данном слайде представлена разработка занятий по профилактике правонарушений по теме проступок, правонарушений, преступлений. Занятие рассчитано для учащихся первых и четвертых классов. Мероприятие проводилось в форме круглого стола с участием инспектора УПД. Сначала мы с детьми разбирали, какие у них есть права и обязанности, что такое проступок, правонарушение, преступление, в чем отличие данных понятий, что такое закон, какие виды юридической ответственности существуют. Далее даются несколько ситуаций детям с проступком, правонарушением, преступлением. Дети должны определить, что это за деяние и какое следует наказание. Инспектор УПД проводит правовую оценку данного мероприятия, дает консультации по вопросам. Данная разработка стала победителем республиканского конкурса лучших практик профилактики незорности и правонарушений несовершеннолетних среди обучающихся в номинации «Лучшие мероприятия». Спасибо за внимание. Благодарю Ларису Владимировну. Специальный коррекционный детский дом номер 1 города Сыктывкара. Видим, что действительно очень серьезная, глубокая работа организована в этой образовательной организации. И коллеги готовы делиться с нами уже на уровне республики. Да? И, наверное, будут рады, если мы будем приглашать вас на наши мероприятия, посвященные как раз организации профилактической работы в образовательных организациях республики. Уважаемые коллеги, мы исчерпали всю программу, уложились во времени. Мне бы хотелось еще раз озвучить вот те предложения, которые были вами обозначены для включения в резолюцию. Коротко, тезисно обозначим. Рассмотреть вопрос о деятельности ассоциации школ на заседании коллегии Министерства образования и молодежной политики Республики Коми, создать реестр именных школ и вернуть имена тем школам, которые по каким-то причинам утеряли на данный момент, разработать и принять закон о статусе педагогического работника Республики Коми, да? Провести в Госсовете слушания по проблемам трудового воспитания, рассмотреть вопрос об организации профильных смен для воспитанников детских домов и других организаций, создать кризисный центр для детей и родителей, да, находящихся в сложной жизненной ситуации с участием психологов, психотерапевтов и других специалистов, рассмотреть возможность введения штатных единиц тьюторов в образовательных организациях. Что еще, коллеги? Коллеги, кто у нас присутствует в режиме онлайн, пожалуйста, свои предложения вы можете во вкладочке «Вопросы» обозначить, либо в чате. Мы от вас тоже ждем предложений в резолюцию нашей площадки и в целом резолюцию, которую это спичтили. Коллеги, есть ли еще какие-то предложения, может быть, что-то еще созрело? Может быть, скажем, вы сказали про кризисный центр для родителей и детей. А вот тут же звучало, что он мобильный должен быть, да? Или просто кризисный центр? Ну, возможно, это какой-то сетевой будет. Вот как наш республиканский консультационный центр работает, он на базе института находится, но специалисты у нас есть в разных муниципалитетах, и они работают непосредственно на местах, наши специалисты тоже выезжают. Да. Вот по такой сетевой распределенной модели можно было бы этот кризисный центр создать, это было бы, наверное, замечательно. Ну, вы про компьютер сказали, есть ли для иных
критерии оценки качества работы, чтобы можно было аттестоваться? Разработан же сейчас профстандарт тьюторов, Есть, да? да, на основе которого как раз вот и оценка деятельности будет происходить. Профессиональный стандарт. Так, коллеги, нет больше предложений. Уважаемые коллеги, ждем всех вас в 16 часов в гимназии искусств на юбилейном торжественном концерте. Спасибо всем за активную работу. Будем надеяться, что наша встреча не последняя, да, что мы будем встречаться, собираться не только в рамках католических чтений, но и в рамках других наших совместных мероприятий. Спасибо.